О необходимости конституционных изменений говорят давно. Настолько давно, что даже те, кто в свое время считал кощунственным вмешательство в Конституцию 1994 года, теперь в рядах тех, кто настаивает на актуальности конституционной реформы. Конституция – это указатель, от которого я никогда не откажусь. Известные слова Джорджа Вашингтона. Мы говорим не об отказе, мы говорим о конституционной реформе. Здравствуйте. Анна, можешь представить гостей. Да, с удовольствием. Вячеслав Чирикба, доктор наук, профессор, академик, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. Дауд Агрба, экономист по основному образованию, член Общественной палаты. Дауд Хутаба, председатель парламентского комитета, кандидат юридических наук. Батал Тапагуа, экс-министр юстиции, экс-депутат, ветеран войны. Наш первый вопрос. Насколько возросла актуальность конституционной реформы? Вот сегодня, сейчас. Вячеслав Андреевич. Ну, поскольку еще в 2022 году была создана комиссия при президенте по конституционной реформе, ясно, что было понимание и, значит, власти о том, что все-таки какие-то изменения нужно произвести. Вот. Но единственное, что пока мы, вернее, проект, в принципе, он не был обсужден. Нет, за всю нашу историю это не первая же была конституционная комиссия. Вообще нет, комиссий было несколько. Несколько было комиссий, да, несколько. Тогда. Ну, как бы то ни было, вот, в общем-то, наша жизнь показывает о том, что какие-то изменения необходимо произвести, потому что ну, вот, система где-то буксует, явно совершенно, если у нас кризисы повторяются. Явно, что что-то нужно менять. Вот. Конечно, вопрос, что менять нужно. И вот видится, это вот, как-то есть консенсус, что в более, значит, сбалансированное распределение властных полномочий. То есть, в общем-то, и президент, вот когда шел кандидатом Рауль Хаджимба и Аслан Георгиевич Браня, они говорили о том, что необходимо перераспределение полномочий всем. Но, к сожалению, до этого не дошло. Вот, и сейчас вот мы уже опять стоим перед тем самым вопросом вот, о том, что необходимо что-то менять. Вот. Это вопрос, конечно, не праздный, это не простой вопрос. Конституция – это святая книга практически любого государства. И здесь нельзя каких-то необдуманных решений принимать. И тем не менее, работать над вот, оптимизацией каких-то положений, мне кажется, нужно. И в особенности касается, вот, все-таки я скажу, вот, такие реперные точки, это избирательная система, ну, парламентская система. Вот, здесь много споров, мажоритарная, пропорциональная, смешанная система. Это нужно изучить, что нам больше подходит. Второе, это, значит, это вот властные полномочия президента, все-таки они очень чрезмерные. Ясно, что в то время, когда Конституция принималась, это было оправдано абсолютно, потому что у нас была сложная ситуация, внутренняя, внешняя была, угроза войны бесконечная была у нас очень долго. И поэтому нужно было, чтобы власть была в одних руках, умелых руках ответственного государственного деятеля. Тем не менее, сейчас ситуация совсем другая. После 2008 года Абхазия была признана как государство. Это в Конституции никак не закреплено, что Абхазия независимое государство, признанное Россией и другими странами. Вот. Но это как бы такая частная вещь. Но, в общем-то, главный фокус нужно сделать на балансе президентской власти, в целом исполнительной власти и законодательной власти. Важно также посмотреть на судебную власть. В общем-то, получается так, что президент у нас обладает очень большими полномочиями, серьезными полномочиями, которые не подотчетны. То есть он никому не подотчетен. Кроме того, что он раз в год дает послание парламенту, и все. Практически финансовые расходы, поездки, какие-то переговоры. Очень много делается, как бы вот, это уже я не говорю о каком-то конкретном. Это вот как-то остается без внимания общественности, никто не знает, что происходит. Потом подписывается соглашение, но выясняется, что у нас обязательства, которые есть, которые мы о них не знали. Понимаете, вот получаются кризисы. Чтобы это избежать, нужно так, чтобы было так, чтобы и президент был подотчетен, чтобы парламент имел право какие-то корректировки в деятельность президента вносить. То есть здесь необходимо, в общем-то, такое
сделать сбалансированный механизм нашей структуры. Она требует оптимизации на самом деле. Я, кстати, вот хочу сказать, что подготовил еще 2 года назад проект поправок Конституции. Вот он у меня есть здесь. Еще необходимо, вот, может быть, с последними событиями его переработать немножко. Но, тем не менее, вот мое видение есть, как это решать проблему. Есть несколько групп сейчас в Абхазии, которые занимаются вот такими вопросами. Я думаю, что необходимо собраться и сделать какой-то консенсусный проект, который можно обсудить специалистами, властными структурами и вот общественностью. И есть то, что рационально можно использовать для того, чтобы нашу Конституцию реформировать. Спасибо большое. Батал Иванович, а вы как считаете, вот настолько возросла сейчас вот актуальность конституционной реформы, потому что много лет мы говорим об этом, и, кстати, безуспешно работали несколько комиссий, и каждый раз у нас, в общем-то, как бы результата не было, да? И сейчас обратно вот этот вопрос, вот получается, что вот у нас немножко похоже, я хочу аналогию провести, как это произошло в Казахстане в 22 году, там произошли, помните, да, серьезные события политические, в январе 22 года, и сразу после этих событий там тоже взялись за реформу Конституции, да, за конституционную реформу. Здесь у нас вот сейчас в ноябре произошли известные тоже события, и мы начинаем обращать внимание именно на нашу, вот, на свою Конституцию. Мы об этом говорить начинали еще в мою бытность депутатом парламента прошлого созыва, но отклика мы особо не услышали в парламенте, потому что большинство не было за это. После выборов 2020 года, насколько я знаю, мы все, вот многие здесь, и Дауд Витальевич, по крайней мере, и многие здесь юристы, общественники были включены в комиссию при президенте. Я считаю, что разговоры о том, что надо сделать и так далее, это можно говорить бесконечно, но эта комиссия, на мой взгляд, выработала четкие позиции, что надо изменить в Конституции для того, чтобы сбалансировать президентскую систему управления и поднять статус парламента в принятии конкретных решений. В частности, я сейчас не буду теоретические разговоры говорить, конкретно это заключалось в том, что президент будет представлять членов правительства для слушания в парламенте, и парламент конкретно должен проголосовать за ту или иную кандидатуру. Они имели право отвергнуть кандидатуру, которую предлагает президент на должность, в частности министра. 2 попытки, после 3-й кандидатуры парламент должен был утвердить, но если парламент это не устраивало, то через полгода они могли отправить в отставку конкретного министра. Там не было должности премьер-министра, я имею в виду, вот в разработанной этой комиссии, я считаю, что комиссия проработала очень продуктивно, и насколько я знаю, Дауд Витальевич нам точно скажет, по-моему, в 22 году, да, если не ошибаюсь, было это направлено в парламент. Правильно? Да. В 22 году это было отправлено в парламент. Где пролежало где-то до месяца тому назад. Комитет, я, насколько знаю, месяца 2 тому назад рассмотрел. Должны были отправить на сессию. После известных событий, да, конечно, вот эти бурные вы должны события были рассмотреть, но отозвали, далее. насколько знаю, Да, этот да, проект, да? Исполняющий обязанности президента. Да, расскажите. Отозвал, это вот сейчас. Я, в частности, честно говоря, как-то в частной беседе спросил мнение Бадры Зурабовича, он как раз таки сказал, что он отозвал не потому, что там против этого, а наоборот, он сказал, что я хотел бы довнести что-то еще. Вот, на его взгляд, кстати, очень рациональное там предложение, на мой взгляд, там связано это с партиями, он хотел очень, это его идея, я не имею права озвучивать, он сам, видимо, озвучит, да, как-то. То есть я считаю, что, но, к сожалению, пролежало в парламенте 2 года. Да, это очень важно, потому что мы, кстати, не услышали, почему отозван был проект, по какой причине. Это я думаю, что тот, кто отозвал, хорошо. он знает, он скажет. Хорошо. Но вопрос не в этом. Дело в том, что, к сожалению, в парламенте тоже, я не знаю, почему не рассмотрели так долго к концу. Вполне вероятно, для меня, я немножко говорю, думаю, никого не обижу, у меня создалось, что ни одна власть, которая была, и оппозиция в том числе, как говорится, не очень-то хотят иметь такую реформированную конституцию, где решения будут приниматься коллегиально, скажем, приблизительно так. То есть президент должен, вынужден, или, скорее всего, не вынужден, а должен согласовывать назначение на должность министров, членов правительства с депутатами.
Это, по большому счету, я так понял, что я ни от него не услышал, у всех лозунги и так далее, чтобы кто-то был за это вот очень. Никто делиться с властью не хочет. И это очевидно. Сейчас это возникло, я, например, мне не дадут соврать здесь, я давно прошу, это год-два в парламенте, давайте, начните, а там что-то покажет и так далее. Ну, все это как бы так, Спасибо. глаз Вот, вопиющего в пустыне, как говорится, и так далее. Никто это не хочет делать. Но я что, Ирина Шотовна, хотела бы добавить к этому. Вы знаете, можно создать хорошую систему, можно принять какую угодно, как бы там, скажем, совершенную значит, вещь. Но какие бы хорошие швейцарские часы не были, как бы они хорошо не работали, молотком их можно разбить без проблем. Так что, что бы мы ни сделали, ни написали, если мы не сможем, как вам сказать, реализовывать это цивилизованно, у нас ничего не получится, к сожалению. Вопрос политической культуры. Да, мы об этом еще поговорим, наверное. Вот, Дауд, я в свое время тоже задавала вопрос Аслану Георгиевичу Бжане, когда начнется конституционная реформа, потому что мы знали о том, что работает комиссия и так далее. Я помню его ответ, что эта реформа будет стартовать в 2023 году. А получается, что еще в 2022 году вы получили законопроект. Вот историю расскажите с этим проектом. Почему парламент... Столько времени, почему? Ну да. Да, конечно, Давайте. проблем нет, расскажу. Батал Иванович абсолютно справедливо говорит. Мы несколько раз по этой теме встречались, да, он всегда просил о том, чтобы мы, насколько это возможно, ускорили процесс. И я вам скажу так, то, что данный проект, получается, 1,5-2 года пролежал в Народном собрании, то есть до момента, когда комитет его рекомендовал, это, я могу сказать, что это в целом, наверное, в том числе и моя ответственность, наверное, даже прежде всего. Но ответственность из чего исходит? Мне этот проект нравится в целом, да, там есть какие-то вопросы, которые я бы видоизменил, но это уже после первого чтения, ко второму, мы об этом тоже много раз говорили с Баталом Ивановичем, но я чувствую ответственность за этот проект. И, как вы знаете, это проект конституционной реформы, поэтому необходимо 24 голоса для того, чтобы он был прошел. То есть, да, очень большая вероятность, что результат такого, да, серьезного труда со стороны комиссии, в том числе и в администрации президента над ним много работали, да, пошел бы на смарку, просто его не приняли бы. Понимая внутреннюю кухню, так как я ее вижу, так как я ее понимаю, я пытался максимально То есть парламент в нынешнем составе не поддержал бы, да? Да, была очень серьезная такая ситуация. Да, опасения это на самом деле, потому что, понимаете, парламент это же совершенно разные люди, это 35 человек, которые попали из разных регионов, они имеют отношение к разным каким-то политическим группам, а кто-то из них имеет свое личное мнение о том, что должно быть в Конституции прописано и чего там быть не должно. То есть, исходя из этого, да, понимая, да, какая ситуация, я не хотел подвергнуть риску данный проект. А так я это и не раз, и не два, я и интервью давал, и говорил, и обосновывал именно так свою позицию. Дело в том, что вот сейчас у нас была прекрасная возможность для того, чтобы принять его в первом чтении и дальше дорабатывать. Но поскольку в связи со всеми последними сложившимися событиями, да, немножко, во-первых, общество в целом уже требовало, да, реформ. И мне кажется, проще было бы и депутатов убедить в том, что необходимо принятие, она естественно и абсолютно понятна. Да. Поэтому в этом плане я могу смело на себя взять, да, эту ответственность. То, что не было принят комитетом, да, этот проект для принятия в первом чтении, это в том числе и моя ответственность. Но я также скажу, что за это время, и Батал Иванович, вы же участвовали, по-моему, в слушаниях, мы проводили их, то есть работа не кипела, мы просто не доводили до момента голосования в комитете. То есть мы хотели максимально людей убедить, коллег убедить в том, что данный проект должен осуществиться.
Ну, это очень важная информация, потому что до этой информации мне казалось, что президент тормозил, замедлял этот Нет, процесс, а конечно, сейчас нет. получается, что он у вас Президент лежал давно. Президент все, что от него требовалось, сделал в 2022 году. Там есть один пункт по поводу распуска парламента. Да. Ну, это немножко такой тонкий вопрос. Он сейчас просто не Отпугивающий возник, был момент для Да. депутатов Это многих. толстый вопрос, не тонкий, а толстый. Нет, Да, в ну, том это числе, такой момент. я бы, знаете, честно говоря, вот, ну, на мой взгляд, если уже Это мы могло каких-то... спугнуть, я так понял. А честно если о говоря. частностях говорим, о конкретных деталях, то да, этот момент, естественно, вызывал отторжение в Народном собрании. Но у Народного собрания всегда есть возможность внести правки, да, и именно эту норму исключить, да. Но там ведь не только в этом дело. Например, упразднение поста премьер-министра — это тоже очень серьезный вопрос, который для многих наших коллег, да, он вызывал очень серьезное отторжение. То есть и это касалось не только, допустим, депутатов, представляющих исполнительную власть, но в том числе и депутатов, представляющих оппозиционно настроенных, ну, наши политические организации, а также и депутатов, которые не причисляли себя к каким-то политическим организациям. Все понимают, насколько это важный документ Конституция. Да, и у каждого есть свое мнение, как оно должно быть и как оно быть не должно. Да, и вот исходя из этого, на 24 человека убедить из 35 это непросто. Поэтому тянулось, пытались, ну и с Лашей Нукзаровичем недавно мы разговаривали как раз, и мы пришли к тому, что на самом деле, наверное, сейчас самый удобный момент для того, чтобы эти поправки внести. Но получилось так, как получилось. Я очень надеюсь, что, ну, Батал Иванович сказал, что Бадр Зурабович планирует какие-то Это частный разговор был. поправки. Ну, почему я также, наверное, придерживаюсь этой мысли, ну, прежде всего, Батал Айба, представитель президента в парламенте, но он нам тоже сказал, что он не отзывается окончательно, он отзывается с целью доработки. Ну, поэтому будем ждать. Мне кажется, мы теряем прекрасный момент сейчас, но что делать? Абсолютно. Дауд Витальевич, тот законопроект, о котором вы говорите, я, например, не читала, но там учитывается упразднение должности Премьер-министра. Премьер-министра, простите. вице-президента А вот в вице-премьера. редакции и вице-премьеров, это вот в этом законопроекте, а вот в Вице-премьера редакции... или вице-президент? Нет, Нету вице-премьера и вице-премьера и премьер-министра, вице-премьера. да. А вот в редакции Вячеслава Чирикба там упразднение должности вице-президента. И еще вы читали эту редакцию? Есть Нет, там я не имел схожесть, возможности. Я разница? послал в парламент, не знаю. Ну, А вы отправляли в парламент? Когда? Спикеру, вот в 22 году. В 22 году. Значит, у вас еще один Нет, лежит ну проект? что значит Нет, еще вы один? поймите. Таких один может быть сколько Таких угодно. очень Ну вот много. Агр Бадауд их из много, на общественной самом деле? палаты. Разве их Дауд, много? пожалуйста. да, Их от почти Алмаса Джоба у них свое, там очень много проектов. Нет, но дело в Нет, том, они что давние. то, что говорит Дауд Витальевич, это основано на последней комиссии, которая Я создана понимаю. была Аслан Георгиевичем, и вот эта комиссия, а там были представители не только юридической общественности, Конечно. а были представлены там люди, которые работают в неправительственных организациях там, и так далее. То есть это же просто не просто упало как бы с неба, а там те информационные вещи, которые были до этого, тоже туда было привлечено. Это достаточно серьезная работа, очень солидная. Кстати, я вам хочу сказать, эта комиссия очень серьезно работала. Асик Таня выступал по этому вопросу, Олег Попаскир, Кама Джинджули. То есть они тоже как бы Ну, сейчас... у меня, например, упразднение должности премьер-министра Я буду вызывает прокомментировать, больше вопросов, если чем упразднение должности вице-президента. Все-таки, опять же, мы как-то хотим, чтобы было все гласно. Да. Вот эта комиссия была создана. Вот, ну, я не читал текста. Вот я при президенте ЦСИ, никто не послал мне, никто не приглашал туда. Они меня включили в комиссию, а потом вычеркнули почему-то, непонятно почему, главой Совбеза, вот, и так далее. То есть, в общем-то, вот вы говорите, что она поработали, поступила, а кто об этом знает вообще? Текст никто не видел, общественность не знает, политические партии, вообще никто не видел этого текста. Насколько я знаю, я его не видел. Ну, Вы не видели, но не знаете, А очень где он много, доступен? да. Где он Слушания были. Это было и опубликовано, и слушания, и в общественной палате Вот это я обсуждали, вот, насколько я пожалуйста. знаю. На всех, ну, На буквально всех коллег, Коллеги не видели. Кроме того, Кто, какие коллеги? ну, вот, Я Анна могу не Григорьевна- Вы знать, меня я простите, могу она не сказать. является Хорошо. значит, юристом, Хорошо, она не я- является Вы хотели правоведом. найти и не увидели?
Нет, я могу не знать, поэтому я задаю вам я уточняющие не то, что вопросы. не видел, Батлан Ильич, о том, что нужно общественное обсуждение, не только парламент 35 человек, у нас общество побольше, чем 35 человек, правда же? Какие-то вещи ключевые убирать должен премьер-министр, это очень серьезное конституционное изменение. Почему должен решать 35 человек? Это должен, может быть, мне кажется, большее количество людей должно обсуждать, по крайней мере. Кроме того, Но вот это обсуждение, кто должен был инициировать, президент Можно, или наверное, парламент? я хочу добавить. Кто должен был Были инициировать? слушания в парламенте. Службе в парламенте, в которой присутствовало несколько человек, 35 человек, плюс несколько каких-то приглашенных людей. Вот. Потом, значит, я считаю, что совершенно неверно упразднять должность премьер-министра. Абсолютно неверно. Потому что президент должен быть главой государства, а когда президент занимается всем, что, вообще, что в Абхазии может быть, это неверно. Слава Андреевич. Мы говорим о распределении полномочий, а здесь получается, что Вперед, да? президент может, как его, и парламент распустить, и, значит, как его представлять, он представляет кандидатуры, да, вот, а тем не менее, значит, никакой обратной связи, импичмента там не предполагается совершенно. А если президент, допустим, какой-то абстрактно, да, вот какие-то вещи совершил, есть вообще Есть закон. Есть закон, но он не прописан. Он, Есть это в законе о решении. президенте Республики Абхазия. Глава 64 я знаю, но просто там ничего не было, ничего прописано. Хорошо. Как это не прописано? Механизм не прописан. Там Вот конкретно прописано, за какие действия отстраняется президент. механизм не прописан. Как это не прописано? Описано за какие действия, Да. но не описано механизм отстранения. Как происходит? Этого нет. Порядок. Хорошо. Можно улыбаться, конечно. Да? Нет, дело в том, что я, Это серьезный вопрос. я не хочу, как бы, честно говоря, полемизировать на темы, которые, как бы, но, Вячеслав Андреевич, вы отметили одну вещь. Вы знаете, какая у нас вот странность, на мой взгляд, простите меня. Почему общественность не услышала? Почему депутаты должны... Послушайте сюда. Депутаты, вообще-то, мое мнение, избраны народом. Они должны обсуждать, они должны принимать. И решать за Но весь у народ. нас, да, и Весь принимают, да. То Вы есть, опять понимаете, за весь народ. они голосуют, и они принимают решения. Для этого они избираются. Просто у нас в стране принято так. Вы директор института, правильно? А вот у меня, понимаете, мнение, что вы неправильно делаете. И я там 10 человек собрал, они считают, что так. Директор телевидения Ваше мне не право. нравится, Ваше право. значит, я тоже, как говорится, считаю. Парламент мне не нравится, так Но я же послушайте, не человек, а зачем правда? тогда Я не парламент слушаю, избран? правда? Извините, пожалуйста. Я президент СССР, президенте. Да, но- Мое мнение должен кто должен. Не, Я Вячеслав понимаю, Андреевич что вот я- обязательно. Но вы говорите, Да, что да, ничего, да. общественное обсуждение. У меня вопрос один. Парламент пришел, парламент проводил слушания. Специалисты, кому это интересно, они могут рассуждать. Но простите меня, эта тема достаточно тонкая. И когда вы говорите о том, что общественность должна обсуждать, Она вот так касается громко всего сказано, государства, ее всего могут народа. обсуждать люди, которые в этом деле разбираются. А не просто так, извините меня, на рынке. Многие разбираются у нас. Очень. Так вот те, которые разбираются, кстати, большинство были включены в эту комиссию. Я общался вчера с членами комиссии вот вашей, Да. да, И что? 3. Они сказали, что они не в восторге от этого проекта. Можете есть вещи назвать важные. фамилии? Я не назову. Почему? Вот потому. Вот я могу назвать любого, а вы почему не можете назвать? Потому что они голосовали. Там, во-первых, были разные мнения. Вот. Это же комиссия. И мы пришли к этому все вместе. Даже председатель комиссии, многоуважаемая, она хотела сохранить должность премьера. Никто ее не послушал. Но послушайте, что значит никто ее не Ну, она, послушал? как оказалось, Послушайте, не- вот видите, что значит коллегиальность? Там было очень много разных мнений, но мы в итоге суммировали и пришли к такому предложению. Но точку ставить не комиссия, а именно парламент. Я понял. Они могут вообще все, что мы предложили, Какие- вот так Александр зачеркнуть. Иванович, какие основания упразднять пост премьер-министра? Мне интересно. Можно мы пойдем? Какие основания? Да, какие основания? Это очень функциональный Александр пост. Ильич, хотите, Очень функциональный пост. я как свидетель событий могу вам сказать одну интересную. Вы знаете, что когда Конституцию писали вот эту и принимали в 1994 году, вообще не было этой должности. Вам это известно? Премьер-министр? Да. И что из этого следует? Я потом в кулуарах вам конкретно назову, какая идея была для создания должности премьер-министра, почему она появилась. Во-первых, премьер-министр в нашем законодательстве, это многие не знают, я просто принимал участие, знаю, он не является классическим премьер-министром, Я согласен с вами. как принято во Абсолютно всех верно. странах. Это первый министр просто. Да, Да, Согласен. он апыза-министр по-абхазски. Он имеет только один голос. Это коллегиальный Все орган. верно. Все верно. Так что, знаете, здесь и все. Я как раз таки не был ни сторонником, я был один из тех, который
первым был сторонником, когда ее создавали, чтобы была должность премьер-министра. Тогда. Сейчас вы против? Можно Ну, мы к послушайте, этому я согласился подойдем? с мнением других людей. Ну, какие у вас основания? Мне интересно. Да, чуть-чуть опережаете события, можно? Вот, можно потому что мы хотим монтаж потом пойти сделать? по ключевым моментам. Легче будет нам обсудить ключевые. Все обсудить мы не сможем. Мы вот Дауту еще не предоставили слово. И я знаю, что в общественной палате тоже занимаются, и у них, у вас комиссия, да? Комиссия, У нас наверное, рабочая да? группа при комиссии Да, создана, группа, она да? уже работает Ну да, более вот 6 немножко месяцев. в двух словах расскажите, и насколько актуальна эта тема сегодня для вас. Она актуальна. Мы, кстати, начинали работу с приглашением состава комиссии при президенте. Батал Иванович и Дауд Витальевич тоже присутствовали. Мы интересовались и, в принципе, начали работу с этого. Далее мы уже стали знакомиться с другими проектами, которые были и ранее, и позже создавались. Ну, позже нет, но раньше. Начиная с 2011 года группа юристов был подготовлен проект конституционной реформы. Но они там предлагали именно другую форму управления, государственного управления. Мы, в принципе, ознакомились и с проектом президента, с проектом Вячеслава Андреевича, да, и начали работу. Соответственно, мы внесли свои изменения, свое видение, взяли опыт других стран. Работа у нас завершена, в принципе, наш проект готов. Мы сейчас на новой неделе планируем провести ряд круглых столов с приглашением всех заинтересованных лиц. Мы вас всех пригласим, хотим презентовать этот проект и выслушать иные мнения по поводу этого проекта и всех проектов в принципе, потому что везде есть свое здоровое зерно, мы хотим понять, какой из нас, прийти к какому-то мы общему вашу группу пониманию. приглашаем в студию, чтобы обсудить здесь. Дауд, какая-то недоговоренность была, вы что-то очень хотели сказать, мы вам не дали. Что вы хотели Нет, добавить к просто тому, что сказано? Я к тому, что говорил Вячеслав Андреевич, на самом деле здесь вопрос же не так стал. Работа, комиссия, она какая? Люди собираются, какое-то общее мнение вырабатывают, да, каждый имеет, может, свое мнение, но решение, наверное, принимает все-таки большинством. И поэтому появились такие частные мнения, в том числе у Натальи Нуриевны. Я от себя вам тоже скажу, когда вы говорили, что они не в восторге, я тоже не в восторге. Но моя подпись там стоит, моя подпись там стоит, потому что я принял в итоге этот результат. Нам нужно было довести до ума какое-то предложение, чтобы мы его представили президенту. Более-менее консенсус состоял в том, что этот вариант, он подходит. Вот. И опять же, то, что вам говорили участники, они говорили, наверное, все-таки о результатах комиссии, да? Но от президента в парламент пришел немножко видоизмененный документ. Или, может быть, они о нем говорили. Тоже мне непонятно, например, сейчас. Да. Поэтому здесь сейчас как-то так однозначно говорить, что там кто-то был за, против. Против чего он был? Он мог быть изначально за один документ, но против другого документа, потому что такие мнения не озвучивались и не раз. Многие участники комиссии, я помню, они сказали, что вот они не поддерживают документ, который прочитал президент, потому что он отличается от того, что сделали они. И были такие. Хотя, на мой взгляд, то есть основополагающие моменты, они были соблюдены. И процедура распуска парламента, я лично, да, вот как юрист, да, как депутат, я считаю, что она очень там минимизирована, возможность для распуска парламента, не считая даже того, что мы, депутаты, имели возможность исключить эту норму. Если мы говорим даже о премьер-министре, чтобы вы понимали, вы говорите как-то наверное, мало озвучено. Я участвовал в 2 или 3 круглых столах, проводили слушания, я журналистам отвечал не один, не 2 раза. То есть, да, это все было. То есть, я не могу сказать, что я мог сделать как председатель комитета, да, в смысле, работа была проведена, и давайте еще не забывать, что это в 3 чтениях, между каждым по 2 месяца, то есть минимум по 2 месяца. То есть это в любом случае обсуждение шло бы очень серьезное, оно на всех площадках шло бы. Невозможно было бы его как-то остановить. Я уверен, если бы мы приняли его сейчас в первом чтении, то неминуемо это повлекло бы за собой цикл передач, как и сегодня идет, да, вот. Поэтому я в этом проблемы не вижу, обсуждения в любом случае были бы. Еще вот этот момент. Насчет премьер-министра, да. У меня тоже есть сомнения, правильно это или неправильно, да, потому что есть плюсы, есть минусы у всего этого. Но, например, я полностью согласен с тем, чтобы министры назначались по согласованию с парламентом, да. А где я еще нашел бы такую возможность для того, чтобы такой проект поступил в парламент? И, естественно, я за этот проект держусь, я пытаюсь сделать все для того, чтобы он прошел.
Поэтому В общем, моя вы, я позиция вижу, здесь такая. полностью меняете план, ну, как мы хотели я с просто вами хотел ответить, построить да. обсуждение. Не, очень хорошо. Вячеслав, значит, я хочу... Вы в восторге от своего проекта? От своего проекта. Я считаю, что это как бы один из возможностей, Нет. который можно обсуждать. Вы читали вот Вы лично концепцию в восторге его? от своего Я проекта? считаю, если я не писал бы, значит, я не был бы доволен. Я считаю, что там есть вещи, которые можно учитывать. в новой Нет, какие-то вещи, Ну да. давайте вот мы В обсудим, а восторге потом ни в один конце документ- скажем. Александр Андреевич, в это восторге ни один предложение, документ не может быть. предложение для обсуждения. Это не то, что Да. какая-то что-то как Библия. То же самое и здесь. Тоже здесь, да. Но они готовы уже принимать его. в первом Давайте чтении. Вот в чем начнем, разница, давайте начнем Это с проект, а то уже реформы. как бы готовы к принятию. Ну, а Так как они бы мы изучили. поправки внесли без первого Они же чтения? внесли поправку. Нет, понимаете. я так поняла, что концепцию Чирикба видели не все, читали не Я все. не читал, Я, я например, скрываю. вчера только вот увидела, вчера прочитала. Ну давайте начнем с реформы президентской власти. Вот основные положения. Что в вашей концепции, Вячеслав Андреевич? А дальше, пожалуйста, предлагайте, что вам нравится, что не нравится, как вы это видите. Давайте начнем с вас. Нет, вы хотите, чтобы мы сейчас обсуждали как бы... Положение, положения. да, вот и реформа президентской власти. Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем конституционную реформу. Одним из ключевых моментов является реформа президентской власти. Как мы это видим? Давайте. Но вы обсуждаете мы конкретно что-то как бы. Например, например, как вы видите, вот все лично говорят я, про например, президентскую власть, что много Я полномочий у придерживаюсь президента. как бы вот то, что Давайте. разработала наша комиссия. Я считаю, что она достаточно Ну а что там, сбалансирована. главное, расскажите нам, что там было, потому что... Нет, мы- да, Владимир В Витальевич? принципе, основные вещи это примерно то же самое, что... Что предлагается президент, вот в этом документ, проекте? который прислал в парламент. Ну, президент прислал нам, скажем так, три базовых положения. Скажем. Давайте. Возможность для распуска парламента. То есть комиссия не имела отношения именно к этой поправке. Это в администрации президента решили, но они решили, что учитывая, что дают возможность парламенту... Импичмент, да? Нет, Или импичмента чего? нет. Импичмента Нет? нет тоже там. То есть через парламент, поскольку через парламент уже необходимо согласовывать министров, да, то есть в администрации президента, ну, по всей видимости, они решили в этом вопросе сбалансировать немножко для того, чтобы парламент не пользовался своим правом и не блокировал бы вообще работу президента, да, внести возможную ситуацию, при которой президент сможет распустить парламент. Вот, то есть они внесли это для этого, как я понимаю, как мне объясняли это представители с администрации Речь президента. идет о праве президента на распуск парламента. Да, Да, ну, об этом? это очень Не об такое этом? ограниченное. Вы Давайте. объяснить надо. Смотрите, Давайте. президент предлагает кандидатуры министра. Ну и понятно, Значит, да. если 1/3 министров не утверждает, меньше 1/3 министров не утверждает парламент, ну вот, предположим, условно говорим, там 10 министров, значит, предлагается, одного забаллотировали, условно, там одну кандидатуру отказали, вторую отказали. Третья кандидатура тоже как бы отказывается. то есть более И- трети, Да, да. и так, как говорится, около... Ну, 4 будет Да, достаточно, допустим, как минимум из 10, да. 4 министерства парламент вообще ни одну кандидатуру не Отказывается, принимает, да. тогда президент имеет право на распуск парламента. Это да, почему Но это делать? невозможно физически, потому что, ну как вам сказать, нормально, потому что одну кандидатуру парламент отверг, вторую, предположим, тоже, третью он не имеет права, как бы, да, то есть третью президент может уже оставить. Но ни один парламент, через полгода этот же парламент может его отстранить без проблем. То есть фактически это механизм такой, если парламент начнет просто, ну, скажем так, дестабилизировать ситуацию всю, только тогда, вот что имеется в виду. Меня лично спросить, я, например, против вообще распуска парламента, как бы, даже не включать, моя точка зрения. Но это в комиссии этого не было. Это не в комиссии было. Это предложение я же пришло вам от говорю. президента. А что еще было в этом проекте по реформе президентской власти, по его полномочиям и так далее? Прежде что- всего, вот, чем я речь? вот вам начал говорить, да, это было одно из положений, которое было не результатом работы комиссии, а именно доработки со стороны администрации президента. И вот остальные два вопроса, это вот основные положения, это то, что министров по согласованию назначают по согласованию с Народным собранием при их одобрении.
и упразднение должности премьер-министра. Да, но это на самом деле, на мой взгляд, это очень серьезные реформы. Даже не то, что премьер, а вообще кабинет министров как Как коллегиальный таковой, орган да. убрали То есть вообще, в была принципе. бы уже связка непосредственно президент и министры. А есть, вообще-то он да. коллегиальный, прошу извинить, чтобы вы знали. Что? Он коллегиальный орган. Вы убрали коллегиальность, вы, то есть убрали Нет. кабинет министров как орган, вы убираете, Да. вы подчиняете его президенту, то есть есть министры, но То нет есть каждый Кабмина. министр непосредственно отвечает Да не вот, а вы коллегиально, что сам. предлагаете? То есть форма постановления кабинета министров Да. отсутствовать будет. То есть коллегиальное Есть принятие указ решения не президента будет. и есть Понятно. приказы министра. А вы что предлагаете, ваша группа? Мы предложили в нашем варианте, который мы рассмотрели, мы предложили за основу смешанную форму управления, это президентско-парламентская. Если существует в чистом виде парламентская форма, существует парламентско-президентская. Мы акцент сделали на том, что за президентом оставить больше полномочий, нежели, допустим, в смешанной классической системе, парламентско-президентской. Что имеется в виду? Например, мы, естественно, оставляем коллегиальный орган, кабинет министров, как коллегиальный орган, наоборот, мы его наделяем больше субъектностью. Но президент, как глава государства, не глава исполнительной власти, как глава государства, имеет право формировать кабинет министров. То есть он выдвигает кандидатуру премьер-министра, который собирает состав Кабмина. Всех вместе президент утверждает в течение 14 дней, и этот Кабмин начинает работать. Далее, в течение 20 дней кабинет министров приходит в парламент с программой. Вот, и они обязательно должны получить вотум доверия парламента. То есть они проходят процедуру получения вотума доверия. Это вот первый вариант, при котором начинает работать Кабмин. Всем кабинетам? Всем кабинетам они получают, именно вопрос не о недоверии стоит, а о том, чтобы они просто получают доверие. То есть парламент соглашается с тем, что этот Кабмин будет работать. А если не В соглашаются? случае, если не соглашаются, есть второй вариант, при котором, это опять же, мы взяли опыт стран, прежде всего опыт небольших стран, так скажем, которые уже эффективно, эта система работает. Понятно, что она не идеальна, она, конечно, будет иметь свои изъяны, но тем не менее мы посчитали в рабочей группе, что это неплохой вариант, так скажем. Ну, естественно, мы готовы к обсуждению, к дискуссии. Не, хорошо. Вот Второй скажем, вариант. утвердили, что Не дальше? утвердили, второй. Сам парламент в течение 14 дней должен сформировать Кабмин. То есть они определяют кандидатуру премьер-министра, который должен сам сформировать на свое усмотрение кабинет министров. В течение 14 дней парламент назначает принимает решение о назначении этого кабинета министров, президент утверждает своим указом если президент такой утвердит? кабинет. А если президент не утверждает, тогда, или они по какой-то причине не смогли сформировать, тогда президент уже самостоятельно второй раз формирует Кабмин. И парламент обязан предоставить им вотум доверия. А вот в случае, если парламент не предоставляет, тогда президент распускает парламент и назначает новый выбор. Вот такая форма, вот эта форма, которую мы исследовали, изучили ее, пришли к тому, что она, в принципе, создает какой-то некий А в баланс. какой стране вот такая модель существует? Ну, сейчас, Можете сказать? Или- как говорится, недружественные страны называть из нельзя. ваших слов А я почему вообще- вы не из можете ваших слов называть? я Все равно понял, это что- западная модель, все, что вы это предлагаете. Ну это не откуда совсем она? западная модель. Откуда? Объясню почему. Потому Почему? что это не классическая парламентская республика. Мы от нее отошли, хотя у нас был проект, который составлен был юристами. Они Нет. больше акцент В делали на европейской парламентскую. модели есть полупрезидентская, Да, в смешанная, некоторых- например, во в некоторых Франции. То, что странах. вы говорите, мы знаем. Во Франции да. есть, Ну, во-первых, Польша я есть. вам хочу сказать. Мы взяли пример Польши. если Вот мы хотите как раз конкретно. таки сделали, прошу извинить, вот комиссия, не я, не кто-то, комиссия наша сделала как раз таки смешанную систему управления. Это не чисто президентская. И я так полагаю, из того, что вы говорите, просто я как юрист, как бы просто так рассуждаю, мое мнение, я так понял, что наша комиссия замечательно поработала. Бывают разные вещи, какой-то из министров, членов правительства, ну, по каким-то обстоятельствам. Там даже могут возникнуть какие-то такого, знаете, вот морального плана какие-то происшествия и так далее. И парламент может, как вам сказать, в любой момент отправить в отставку. То есть это прямое участие парламента уже над контролем правительства выполнения работы. Баталий Иванович, вот то, что вы говорите, это по результатам слушаний мы к этому пришли, но в самом проекте этого нету.
Нет, я говорю по поводу проекта комиссии. Да, проект комиссии, но проект президента, который... его же парламент, нет, я же просто говорю этого про нету, то. да, мы просто... Его же нет, Батал Иванович, его же нет, этого предмета же нет, этой комиссии. В парламент же поступил другой документ. Нет, он реально как, ну он что? основан Мы на же его результатах рассматриваем. работы Основное, комиссии. что Он там есть, основан на это результатах результаты работы комиссии. Ну то, что вы сейчас озвучили, А этого что, же нет. кто-нибудь парламенту мешает внести, что ли? Да, это мы, Батал Иванович так говорит, потому что Какие когда у нас проблемы? были слушания, мы это обсуждали, и мы как раз там пришли к общему, что после первого чтения ко второму Конечно. мы это довнесем, да. Поэтому он Не, так вообще говорит. прозвучала оппозиционно очень важная вещь. Сейчас вот здесь одни Дауты я вижу, но Агрба Дауд сказал, что поступивший проект это не то, что комиссия предлагала. Неправда. Это серьезное обвинение, кстати говоря. Это не обвинение, А это Дауд не Кутова, обвинение, который работал с этим проектом, он говорит, что не, он сам этот сказал. проект основан на результатах Конечно, работы комиссии. да, конечно. Это разные вещи. Да, Да, это понятно, это не то, что подготовила комиссия, но основан он все-таки на ее результатах, как человек, который принимал участие в этом, да, я могу подтвердить это. Хотя я знаю, у некоторых участников комиссии, наверное, другое мнение. Но Хорошо. у меня оно такое, Спасибо. потому что я понимаю, как бы, что мы что писали, из чего исходили и В что конце нам концов, пришло. это право парламента. Слушайте, мы вообще всегда влезаем не в свои дела. Мы хотим, чтобы парламент делал так, как мы хотим. На то они и избраны, они и должны принимать решения. Они могут взять у них, могут взять у Вячеслава Андреевича из его проекта что-то довнести. Но это право Ну, знаете, парламента. если получается, я не хочу сейчас никого критиковать, тем более, если я буду критиковать, сколько критики будет в мой адрес, не хочу. Но когда мы пропускаем время, скажем, парламент пропустил это самое время, да? Я пропустила время, кто-то там еще пропустил время и так далее. Бывает, что Ирина Шутовна, мы же здесь не ищем, как говорится, кто прав, кто не прав. да, вот сейчас идеальное время, но все это время, которое с 22 года упущено, это тоже кто-то пропустил, и просто кто-то не прошло, должен я вам говорю. ответственность хотя бы чувствовать, если даже он не несет эту ответственность. Я вам говорю, что это Да. моя ответственность. Спасибо, Ирина Дауд, Шутовна, спасибо я вам это большое. Сегодня ничего не мешает. Насколько я знаю, просто Дауд Витальевич не говорит, но, по-моему, есть группа депутатская, которая занимается предложением проекта. И в этом ничего такого нет. Любая депутатская группа, 12 человек, могут предложить свой проект. И Могут взять конституционная за реформа основу. может стартовать, она уже должна стартовать, Да наверное, нет, в ну, конце концов уже. Значит, они должны получить, во-первых, Хорошо. Там конституционную. рабочую группу создают сейчас, в том числе коллеги, и Так не что только ничего коллеги. такого страшного нет. Время есть. Вячеслав Андреевич, я, кстати, вас порекомендую Нет, тоже, ну. чтобы внесли, если вы пока не входите, если Я, вас не да, приглашали. я еще, хочу, да. чтобы мы послушали по этому же вопросу, мы вам еще не дали слово, Вячеслав Андреевич, именно по реформе президентской власти, вот ваше видение. Да. Да, я думаю, что это ключевой вопрос, честно говоря, вот именно Да. президентская власть, поскольку у нас проблема именно с тому, что происходит досрочная ставка президента именно, понимаете, а не других структур, поэтому здесь как раз вот корень проблем, которые нужно оптимизировать. Вот. Я считаю, что нам необходима смешанная система с сильной президентской властью и сильным парламентом. Чтобы Так они... не бывает. Бывает. И так они друга уравновешивают, чтобы они друга уравновешивали. Вот. Есть страны, в которых это работает. Ну как схематично, если взять, как это выглядит? Вот Например, что должно Значит, быть, чтобы... понимаете, если будете Я такую страну подсмеиваться, просто не да, знаю, где я не, сильная Ну, Батал над Иванович, вашими словами я не смеюсь. это самое, Почему вы так? юрист, а Ну, хорошо, а мы Вячеслав все Андреевич, дилетанты, он, да, Нет, понимаете, мне просто интересно, ученый. назовите страну. А мы только. все-таки дилетанты, естественно, мы Нет. ничего не понимаем. Я не сказал этого, я просто Юриспруденции. хочу, мне интересно. Ну, скажите, какая А страна? Франция так работает. Где? А Франция? Польша, В Польше работает. Президентская страна в Франции. Братиславе. Смешанно. Нет, Франция полупрезидентская. Франция Ну, полупрезидентская. сейчас будем что выяснять. есть. Я так Хоть не знаю, посмотрите, да, это хорошо. президентская страна. Хорошо. Во В главе общем, государства если президент. вот по поводу вот проекта, вот я сейчас, конечно, интересно наблюдать за то, что получается, что комиссия работала над проектом, а потом поступил другой проект. Ну, пока сильно измененный проект в парламент поступил от президента уже, где, как мне сказали члены комиссии, еще больше усилены президентские полномочия. Добавок того, что есть уже. То есть Но он вы еще сам проект не Но они видели. имеют, Мы не наверное, в видели. виду, Вы что у не него видели. есть Ну, вот он, право вот он, распуска ну, вот он. парламента. Я думаю, только это. Вот проект, Но да, да, пожалуйста, мне у показали. Даута вот. может быть Показали, объективное здесь мнение, очень- потому очень что он мало. видел проект. То есть здесь никакой нет корректировки полномочий президента. Они остаются как есть, царские практически, бесконтрольные, безотчетные. И плюс добавляется право распустить парламент при каких-то условиях. Да, здесь есть норма, что значит, премьер-министр или министры, они одобряются парламентом. Это очень хорошо, это замечательно. Но и все, понимаете? А
это проблему не решит. Я считаю, что здесь нужно все-таки разграничить, я бы сказал, ограничить должность власти президента тем, что пускай он будет главой государства и занимается государственными делами. Это политика, внешняя политика, оборона, безопасность, представление Абхазии за рубежом, на переговорах, подписание соглашений. Вот. Очень много функций есть, которые у меня расписаны. Вот. Я считаю, что необходимо сохранить пост премьер-министра, который будет главой кабинета министров. То есть не президент будет и главой государства, и главой кабинета министров, а он глава государства, а премьер-министр глава кабинета министров, подотчетный То есть президенту. глава правительства. Правительство. Глава правительства. И значит, подотчетен как его, и премьеру, президенту, конечно, и парламенту. Вот. Кроме того, я считаю, что необходимо, если говорить о президентской власти, необходимо снизить срок президентского полномочия до 4 лет. Потому что 5 лет, я считаю, что для нашей страны многовато, честно говоря. Если президент успешен, он может спокойно быть перейду на еще следующий срок. Я считаю, что необходимо повысить возрастной ценз нижний, то есть с 35 до 40 лет. На пост президента, вернее, с 30 лет сейчас, до 35 лет. 35 Да, сейчас 35, да? Мгм, 35. Вот. У вас Но написано с 40 лет. да, ну хорошо. А повысить, убрать верхний возрастной ценз, поскольку он является, очень мало стран, 2-3 страны в мире, которые этот ценз имеют, он не рационален. Вот у нас есть примеры соседних государств, где глава государства очень успешный, ему больше 70 лет, да, и тем не менее сильнейший глава государства. Как мы опытные 65 политики, лет, политик формируется к 60 годам, зрелый политик, а мы его отправляем уже на поставку. Это вообще-то, учитывая А мы маленький хотим молодых. мы хотим совсем молодых, если такие есть, замечательно, но это же народ выбирает, правда же? Ну да. Народ выбирает, Я кого согласна с Вячеславом он Андреевичем. считает Можно и дров наломать в достойным, таком конечно. возрасте. А вот молодые, что они имеют? Они, конечно, имеют энергию, знания, что такое, но там опыта мало. Это бесценное достояние взрослого человека, опыт, который дает и мудрость. Понимаете, поэтому здесь, мне кажется, необходимо тоже это сделать. Вот. Вот, в общем-то, да, в целом, то есть, и я считаю, что необходимо упразднить малофункциональную должность вице-президента. Она абсолютно, декоративная. Это расходы, она упростит расходы на аппарат. Это расходы на аппарат на его штат и все такое. Он никакой роли не играет вообще. Если будет проблема смены президентов по недееспособности или какие-то события, есть премьер-министр или есть спикер парламента. Вполне хватает, чтобы у нас есть должность, которую мог заменить временно до новых выборов должность президента. В вашей схеме есть президент, есть премьер-министр. Да. Главное, какое должно быть функциональное отличие между ними. Я вам Вот скажу, президент если это вам- кто, вот с вашей если точки вам, зрения, и премьер-министр? Могу прочитать, чем должен заниматься президент. Обеспечение соблюдения прав, свобод человека, Конституции и закона Республики Абхазии, ее международных обязательств, обеспечение безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, определение основных направлений внутренней и внешней политики, утверждение военной доктрины для государства, вопросы обороны, обеспечение официального представления государства как внутри государства, так и в международных делах, подписание междугосударственных, международных соглашений и договоров, поставление в парламент для утверждения кандидатур премьер-министра, представления Нацбанка, генерального прокурора, а также инициативы об их освобождении, назначение выборов в парламент, назначение референдума по своей инициативе или по инициативе парламента или Верховного суда, введение чрезвычайного положения с утверждением парламента, присвоение воинских чинов и так далее. Вот вполне четкие и весомые. А главное, чем должен премьер-министр заниматься? Сейчас я вам скажу. Вот. Кабинет министров занимается социально-экономической политикой государства, разрабатывает меры, направленные на обеспечение обороноспособности, национальной безопасности, суверенитета и целостности государства, укрепление общественного порядка, защиту прав и свобод граждан, осуществляет исполнение законов, решений парламента и указов президента, готовит представлять парламенту проекты законов, а также требует ратификации и денонсации международных договоров, утверждает и реализует государственные программы, разрабатывает, осуществляет, организует осуществление финансовой, ценовой, тарифной, инвестиционной, налоговой политики, формирует республиканский бюджет, обеспечивает его исполнение и отчет об исполнении, выполняет иные функции. А премьер-министр определяет, организует основные направления деятельности правительства
созывает, ведет заседание правительства, подписывает акты правительства, распоряжения, имеющие обязательную силу на территории Абхазии, докладывает президенту и парламенту об основных направлениях деятельности правительства. То есть у всех четкие функции, которые не перекрещиваются. Президент занимается вот такими государственными делами, политикой, внешней политикой, обороной, безопасностью, договоры, переговоры и так далее, подписание соглашений, а премьер-министр на хозяйстве. Да. Если все это вместить в одном человеке, Экономика и все остальное. Он просто не справится, я вам говорю, не справится человек всем тем, что мы ему Что в этой схеме вас не устраивает, Батал Иванович? Для того, чтобы четко разобраться в этой бумаге, надо взять, внимательно посмотреть. Потому Это что да. принятие любого закона, а тем более изменения, всегда нужно подразумевать, и вот комиссия, которая работала, она понимает, какие завтра могут возникнуть проблемы при работе этой схемы. Это не написать можно, да, все что угодно, но как это работать будет? Там могут возникнуть проблемы. Почему комиссия решила, я, например, вначале не был за это, должность премьер-министра убрать? Объясняем почему. Потому что президент, представляя, во-первых, я хочу сказать, что то, что комиссия предложила проект, где президент предлагает кандидатуру, а парламент, это гораздо более, простите меня, выше поднимается статус парламента, чем вот два предложения, которые были сказаны. Это более серьезнее, потому что непосредственно ответственность министров, исполнительной власти перед парламентом. Это очень серьезно. Они могут в любой момент отправить в отставку любого члена правительства. Сегодня у нас в законе это написано, но отправить в отставку, принять вотум недоверия может только президент. А там парламент может отправить без разрешения президента. То есть президент, когда он создает правительство, должен согласовывать кандидатуры с депутатами. Он должен заранее проговорить, предложить, сказать, что вот хочу предложить такую-то, как вы на это смотрите. То есть уже проходит определенное согласование каких-то конкретных это мы кандидатур. поняли, но до выпадение это и есть. фигуры премьер-министра из этой схемы, при чем тут как это повлияет послушайте, на работу деятельность самого президента? Послушайте сюда, фигура премьер-министра, Да. вот Дауд правильно сказал, суть заключается в нашем законодательстве не в том, что премьер-министр это всего лишь старший министр, а министр, а то, что коллегиально принимает решение. Он всего лишь участвует в организации проведения коллегиальности, а не в том, что лично. Просто вот здесь мы принимаем как бы общее решение, Когда а вы работа подписываете. на практической плоскости, я так не вижу. Мне кажется, Вы что не там есть видите, но вообще-то определенная работает опасность. это так. Да? Простите, Но да. это разве плохо, Вот, Батал да. Иванович? Это- Когда коллегиально принимаются решения? Подождите, разве ну плохо? послушайте, я же говорю, то, что вы спросили, я вам говорю, как в проекте, который был. Значит, в этом новом проекте, который комиссия предложила, там президент обязан и вынужден будет с депутатами парламента обсудить. Это будут парламентские слушания, куда приходит человек, предлагается его кандидатура в министры, председателю Госкомитета, и он должен в парламентских слушаниях сказать парламенту, депутатам парламента, что он собирается делать, как он это будет осуществлять, какие рычаги в этом есть. Депутаты, послушав его, значит, там есть резюме этого человека, где он работал, как работал, что он делал. Депутаты, исходя из всего этого, принимают решения. Я считаю, что это очень серьезный уровень. Не, но после всего Это этого Подождите. начинается практическая деятельность, работа, Да. повседневная работа. Да, Президент, да. кто будет координировать работу этого коллегиального Послушайте, органа? министр, хочу вам сказать, министр является непосредственно руководителем. Не, ну Послушайте сюда, министр является непосредственным руководителем своего, всего того, чем он управляет. И он с этим отчитывается и перед Это американская президентом, и модель. перед парламентом. А Американская сегодня кто возглавляет исполнительную власть? Скажите мне, кто? Президент. Как бы там, что у нас президентская страна. Формально, И да. премьер-министр в том числе. Это так. Формально, да, но фактически. А здесь, Не что так. значит формально? Формально, да. Так оно и Де есть. факто премьер-министр. Послушайте сюда, премьер-министр, все документы к вашему сведению, вы просто не в курсе. От кабинета министров приходит к президенту. Вы просто не знаете, извините меня, работу механизма. до того, Ни как это один- придет к президенту, там колоссальная работа проводится. Пока в не кабинете приходит министров. к президенту и он Да. не дает одобрения, это не проходит.
только потом принимается решение. Ну, скажи, пожалуйста. Нет, я не говорю о процедурных А как моментах, тогда? я Кто не с об этим Вы этом. спросили, я вам ответил. Кто с этим спорит А вообще? здесь появляется другая система. Слушайте, вы мне не делаете сторонником того, что я против премьер-министра. Я вам объясняю просто, что комиссия Кстати имела в говоря, виду. когда в обществе обсуждают этот вопрос, люди Кон- простые, знаете, как говорят? Это против Анкваба. Слушайте, Все время у вот нас так все говорят. ассоциируется с конкретными лицами. Вы, чтобы вы понимали, да, я извиняюсь, Да. чтобы это При ведь чем не там только два? в народе. Я предлагал в том числе, когда мы эту поправку с Да. коллегами обсуждали, я предлагал, давайте мы ее через 5 лет, чтобы она начала работать, Значит, при чем отсрочим тут ее Анкваб? вступление. Когда Да. уже во То власти есть, не будет чтобы, Анкваба, чтобы да? уже, чтобы люди не связывали это с конкретным нет, человеком. слушайте, У при нас чем тут вообще это? по-другому все Вы это не было. убедили в том, что эта должность не нужна. Вот просто не Я убедили. никого Нет, ничего не конечно. переубеждаю, я вам рассказал предложение. Я даже не А уверен, принимать что был шанс. принимать решение должен и 35 будет человек. парламент. Понимаете? Мы говорим о том, что вот наша комиссия, которая была, предложила такой вариант. И я говорю, по сравнению с тем, что вы говорите и вы говорите, статус парламента, то, что комиссия приняла, гораздо выше. Парламент может распустить в любое время. Президент не А, подотчетен. правительство? Президент не подотчетен вообще никому. Что значит не подотчет? Нет механизма подотчетности. Александр Андреевич, Ни значит, од- слушайте, ни финансовой, есть ни специальный политической. закон о президенте, где четко все расписано. Президент возглавляет на сегодняшний день тоже и исполнительную власть. Он не просто глава Все государства. возглавляет, да. И в вашем случае то же самое. Вы простите, но даже на слух я послушал, что вы говорите. как Сильная говорится. президентская власть, Вы ничего сильный особо-то парламент. и не поменяли. Понимаете, в чем дело? Ничего. Вы просто взяли вам с так одного, кажется. переписали в другое. Иванович, Я ну. хорошо немножко, говорится, чуть-чуть разбираюсь в этом. Поэтому я считаю, этот проект, я сейчас не говорю, этот лучше, Батал этот плохой. Иванович, Я просто ваше рассказываю, что мнение, было. как члена этой комиссии конституционной Я реформы, считаю, для что- нас это важно, мы поняли. Но есть еще и другие мнения, Послушайте, поэтому я вот, вам еще раз говорю, я что, против других мнений? Да, Я мы говорю, что, обсуждаем для на этого, мой чтобы взгляд, всё-таки- эта комиссия, что приняла, очень сбалансирована. Значит, еще вам хочу сказать одну вещь. Там был вариант, если помните, там была такая, у нас была определенная деловая игра. Вот, скажем, премьер-министр, который избирается парламентом, и министры. Значит, что может начаться? Помнишь, Давуд Витальевич, что премьер-министр отдельно уже как бы с парламентом, в связи с тем, что он является, возглавляет исполнительную власть, он вынужден как бы здесь, начиная определенные, как говорится, функциональные по своим обязанностям, он должен с каждым депутатом парламента, как говорится, работать. Плюс, как говорится, здесь глава государства как отдельный президент. Это тоже тогда подразумевали, чтобы не было никакой такой конкуренции за, прошу извинить, за вот это. Я правильно говорю, это же обсуждали мы. Слушайте, эти вещи предусмотреть надо. Завтра это может так случиться. Все это надо предусмотреть, а не просто Не, желаем. но у депутатов должна быть возможность сравнить разные проекты, разные предложения и разные рекомендации. Поэтому а кто против? мне интересно Он же то, только что что сказал, вот все что? вот эти группы, центры, которые работают, Рабочая концепция группа и так далее. собирается, опять Да. же, и сегодня, то есть, если, ну, тем более сейчас, Никто когда из нас проект не отозван. знает, что Или самое что там, идеальное. простите, Самое пожалуйста. идеальное что? Простите меня, пожалуйста, Самое вот так идеальное. собрать как бы в круглом столе и решать этот вопрос не получается. Но про- это про можно звук- обсуждать, Мы мнение обсуждаем, говорить, мы не не более. решаем. Это так не делается. Делается это профессионально по-другому. Вот комиссия профессионально разработала. Человек там работал, подготовил свой проект. Там, ну, я извиняюсь, общественная палата подготовила. нас там Вопросов есть нет. специалисты. Все это идет в парламент, когда они обсуждают, но базовое что-то они должны принять. Вот базовая у них основа была там, и я с вами не согласен по поводу того, что вы здесь говорите, что исковеркали там базовую, которую послали. Вы только что сказали. Ничего подобного. Базовая комиссия, что была, президент Добавили, отправил. добавили сами. Президент отправил. Тот, кто вам сказал, он, как говорится, вас просто ввел в заблуждение. Отправили туда. Единственное было там добавлено, вот распуск парламента. И то, как говорится, и так далее. Я, может быть, не за это, но было отправлено. Парламент имеет право отстранить, убрать это. И дальше они так и собирались сделать после первого чтения. Ну, Хорошо, вообще, вот, документ, который от комиссии был отправлен, он был шире, конечно, чем Да, тот, который больше. отправлен. Да. Но в моем понимании базовые вещи, Конечно. о которых мы договаривались, они там были отображены. Были отражены. Конечно. Вот, Витальевич, я понимаю, вы поддерживаете мнение Батала Ивановича, что вот этот проект, Он такой же вполне член комиссии, как и... Слушайте, подходящий. я считаю, что он подходящий для того, чтобы с ним работать.
Материал. Для я принятия об в этом первом чтении он был Да. подходящий. Дальше можно было бы что-то новое внести, что-то убрать. То менять. есть, но сегодня теперь мы опять уже, ну как называется, у разбитого корыта. Все, документа нету. Да, и если нам сегодня исполнительная власть его не вернет в доработанном варианте, Надо свою то делать. это необходимо будет опять заново все начинать. Это новые обсуждения. Но обсуждение это то, к чему мы должны стремиться всегда, я в этом плане не против. Но это опять нужно будет обращаться в Конституционный суд за их заключением. То есть, да, это мы все начинаем заново. А у нас была прекрасная возможность принять в первом чтении через 2 месяца, да, подготовить поправки, принять во втором чтении, и потом уже еще через 2, ну это минимум через 2, может быть и больше. Потому что тут еще какая проблема была? Дело в том, что в том числе, почему еще и откладывалось, я вот как бы вспомнил в процессе, сразу не получилось вспомнить. Там же необходимо, от того, что ты меняешь Конституцию, да, все не решает. Есть еще законы, которые исходят из Конституции, и туда тоже необходимо было вносить много изменений. И в администрации президента, когда мы с ними разговаривали, они сказали, что работа ведется. То есть нам в любом случае нужно было в каком-то плане с ними в унисон действовать. Да, потом уже, чтобы принимать и заканчивать одновременно этот вопрос. Поэтому время было бы необходимо. Сейчас с новыми поправками, допустим, да, я ни в коем случае не против, я не хочу сегодня высказать, я сегодня, о каких-то базовых вещах вы сказали, да, с чем-то я не согласен уже сегодня, для себя могу сказать, там, с чем-то, может быть, согласен, но, то есть, очень большой объем работы предстоит, несмотря на то, что у вас, наверное, уже вариант, он готов. Да, но вы же понимаете, что очень большой объем работы предстоит. Даже после работы комиссии, когда документ, который был подготовлен, был отправлен в администрацию президента, 2 года он в парламенте, но он и в парламенте, и в администрации президента тоже подлежал, потому что над ним надо было работать, нужно было его изучать. Но это же очень важно, просто Конституция, это не какой-то обычный закон, чтобы так легко прислали и передать. Потом присылают в парламент, потом, нет, нам уже прислали после одобрения со стороны Конституционного суда, то есть Конституционному суду тоже нужно время. То есть это все очень долго длится. А у нас была, почему я, например, честно говоря, огорчен, что у нас все эти этапы были уже пройдены, осталась именно работа в рамках Народного собрания. К сожалению, сейчас так получилось, с этим уже ничего не поделать. Исполняющий обязанности имел такое право, и я надеюсь, действительно он нам вернет. Нам очень сложно реагировать, потому что внутрипарламентскую кухню мы плохо знаем, скажем так. Поэтому, в ваших рекомендациях, предложениях, Дауд, с Вячеславом Чирикбо, у вас есть У нас много общего. Много Кстати, общего? Батал Иванович говорил по поводу того, что значимость парламента, кстати, в нашем проекте абсолютно аналогичная значимость, просто форма согласования Кабмина чуть иная. То есть, там утверждает президент, но тем не менее через определенное время они должны пройти через парламент и получить, по сути, одобрение парламента. Это такая своего рода форма для того, чтобы Кабинет министров начал работать. И в процессе, кстати, для того, чтобы пройти одобрение, понятное дело, что они должны проводить консультации с депутатами. Это их работа, их обязанность представить такой проект развития, который депутаты примут. В конце концов, это логично, это нормально, и в том числе усиливает роль парламента. И даже необходимость во 2-й или в 3-й степени принятия Кабинета министров отпадает, если они в самом начале. Но тут еще важная ремарка. Мы говорим о другом парламенте, то есть о парламенте, который будет формироваться давайте на основании плавно перейдем к этому пропорциональной вопросу, о системы. парламенте. Как вы Пропорциональной видите парламент в новой модели? Один момент, который мы как-то упустили, мы говорили о том, что усиливается роль парламента, усиливается роль президента, да, но усиливается еще и роль министров. Ответственность. Да, это и ответственность, и все-таки возможности у них тоже неминуемо к этому приведет. Вот говорили о том, что президент не может контролировать все, что для этого нужен премьер-министр. То есть теперь возможности, которые сегодня есть у премьер-министра, они будут, между прочим, тоже размыты среди министров. То есть именно их возможности тоже усилятся, их ответственность усилится, и требования к ним, которые будут предъявляться со стороны Народного собрания, они же в конечном итоге усилят самих этих министров. Да, то есть это тоже очень важно. Министры тоже станут крепче, и мне кажется, это очень хорошее тоже дело. Тема, которая все время звучит. Лифты, понимаете, общественные, о чем мы сейчас не говорим. Потому что не всякий при такой системе, как сказал Дауд Витальевич, даже если ему предложат пойти министром, он очень должен подумать хорошо,
справится он с этим или нет. Это позволяет появиться новым людям, профессионалам, знающим, которые знают, что они будут отчитываться перед парламентом, будут предлагать свои программы. И вот здесь живая конкуренция возникает. Вот что имелось в виду, когда вот такой проект давали. А не просто так слепо, что, я извиняюсь, кто-то плакат таскал за президента, значит, его на должность министра. Здесь он еще подумает, идти или нет. Я извиняюсь, потому что парламент будет требовать, он должен прийти со своей программой, показать, где он работал, что он знает, может он справиться или нет, как он это будет делать. Давайте Новые люди. теперь о парламенте. Там ведь ответственность депутатов тоже должна серьезно Возрастает. поменяться и так далее. Вот мы говорим о перераспределении полномочий. Вот как вы себе представляете, что вы предлагаете? Вот Здесь каждый... не перераспределение, а ответственность. Депутаты как были, они за это отвечают. Но теперь они перед ним, этот же министр, за которого они голосовали, который им это говорил, они тоже несут прямой отчет к ним. Они могут его и в отставку отправить, если он не справится. Но в то же время это и полномочия. То, что Конечно. это и полномочия. Ну какие? да. По депутатам полномочия не повышаются от этого. Простите меня, у них и так полномочий достаточно. Они могут отправить в Нет, отставку или же проголосовать. как не Они что, повышаются? принимают участие, Как не что ли, пов- в работе министра? Нет, полномочия как не повышаются? Какие? Полномочия расширяются. А что? Если они до этого, никто с ними, скажем, не согласовывал кандидатуры там, министров и так далее, теперь новое полномочие. Ну, это правильно, это не новое. вопрос полномочий, Это не вопрос полномочия. влияния. Это не полномочия. А Это что немножко это? другое. Это больше влияние. Полномочия и влияние. Это влияние. Полномочия у них те же самые. Я так- Просто они непосредственно влияют на назначение. Все. Утверждение как раз таки Да, полномочия добавляются. Ну, я считаю, что это полномочия, влияние- потому что влияние- Конституцию Мы не мы утверждаем, прочитали, с нами это даже согласовывается. процессе Тут сейчас мы будем спорить. Полномочия, да. знаете, что это такое? Мы не Вы можете утверждаем, вот с нами 10 просто вопросов согласовываем. решить, вам добавляют 12. 13, Ну, 14. вот скажем, куда вы запишете, меняя структуру Конституции, куда вы запишете вот это право депутатов заниматься согласованием и так далее? Не там, где Там не полномочия парламента, Нет, там не а написано. куда? Там просто будет написано о том, что парламент имеет право проголосовать за министра или нет. Не знаю. Вот так. Хорошо, я не юрист, может Мы, быть, наверное, поэтому спорим, я не честно вижу. говоря, это о вещах, о нет. которых, ни о чем наверное, не вообще. стоит даже спорить. Да. Нет, ну почему ни о чем? Не подлежит Это как бы. важно. Да. Может быть, разные версии конституционной реформы, разные проекты, но я вот вижу, все пути ведут в парламент. Это каким функциональным и профессиональным должен быть парламент, чтобы доверить ему такие полномочия или, хотите, скажите, влияние. Мы не сказали еще, еще один ключевой вопрос про избирательную систему. Какой же у нас будет парламент, чтобы можно было ему доверить залом где-то все эти парламент. Мы реформы? не обсудили сам вот парламент о полномочиях, потому что каждый раз, что я слышу, о перераспределении полномочий. Ну, это сейчас, по крайней мы вам и мере... сказали. В А рамках что вам не... нашего созыва, например, мы работаем над цензами. Ценз, например, о высшем образовании мы ввели уже. У нас также прорабатывается возможность для увеличения срока, возраста депутата. То есть сегодня у нас 25 лет, может быть, там 27-30 лет мы к этому придем. Да, то есть, ну, эти обсуждения есть. В первом чтении у нас принят, да, насколько я помню, уже проект также внесения изменений в Конституционный закон о выборах депутатов, касающийся того, что он должен иметь опыт работы. То есть работа в этом плане ведется. Если мы говорим об этой сегодняшней имеющейся мажоритарной системе, именно цензами ну, мы стараемся как-то усилить требования к депутатам для того, чтобы парламент был более профессиональный, более качественный. Да, я понимаю, что, может быть, вы имели в виду все-таки о пропорциональной системе, да, пока мы не смешанной перешли к системе. этому, Нет, ну нет, я, нет, да, нет, ну, может нет, быть, вы это я имели в виду. имела в Но вот виду в рамках полномочия, действующей пока системы, нет. которая есть, ну, цензами, наверное, больше я не знаю, как мы можем повлиять на это. Может, Ну, наверное, вообще-то, честно все говоря... время, что мы слышим, слушайте, обычные люди, простые люди, что все они говорят, не только они, необычные, общественность все время критикует, говорит, что у президента много полномочий, у нашего президента, то есть по Конституции, что по Конституции много полномочий. Да. И часть этих полномочий надо у него отобрать Вот и сказали. передать парламенту. Вот Я сказали. говорю, это же и есть перераспределение Это и полномочий, есть. я так понимаю. А да. что, вот это и Ну, есть. об этом. Да, помимо вот этого согласования там, кандидатов в А что министры и еще так надо далее, сделать? что еще
предлагаете или ничего больше не предлагается? Мы предлагаем, если хотите, мы Что скажем. предлагаете? У нас есть внутри нашей рабочей группы дискуссия по этому поводу, но одно из предложений это назначение руководителя генерального прокурора и председателя Национального банка. Нет, не то, что через парламент, а что парламент сам выдвигал эти кандидатуры, как вариант. Есть внутри мнение, что нужно сохранить как есть. То есть президент представляет, парламент утверждает. Там появляются такие организации, или там, как общественное телевидение, общественный совет по телевидению и радиовещанию. Можно, чтобы его создавал парламент. Но опять же, без структурных изменений в парламенте, то есть если мы выборную систему не будем менять, то по сути все эти изменения могут вообще носить такой декоративный характер. Это вот мнение нашей Общественный комиссии. совет тоже будет И вот, видите, и вот тут мы с вами уже столкнемся сразу. Нет, ну почему? Нет, Почему? я в плане Я имею в виду, вот, дискуссии, например, естественно, например, вот вы не хотите обсуждать, а почему нельзя Нет, нет, обсуждать мы за обсуждение, мы обсуждать просто будем смешанную против. систему выборов? Почему Не, ну нельзя сейчас об мы этом обсудим, говорить? подожди, пожалуйста, Нет, нет, закончим. Вячеслав проблем Андреевич, нет, я хочу обсудим, дать конечно. слово, мы ему не дали, пожалуйста. Я согласен во многом с Давудом. Дело в том, что я считаю, что и там тоже необходима реформа, да, в избирательной системе, в парламенте. Вот, все-таки мне кажется, что более демократично для нас будет иметь смешанную систему, мажоритарную, пропорциональную. Вот. Во-первых, там очень много плюсов, потому что, скажем, если голосование часть депутатов выбирается по округам, а часть по партийным спискам. И здесь какие плюсы, то, что люди голосуют не за человека, а за программу, скажем, за программу, идеологию программы. Это очень важно. Во-вторых, здесь можно будет, скажем, вот у нас ни одного русского парламента нет. Ну, вот так получилось. Да. А по спискам можно иметь, скажем, они могут, ну, как сказать, представить русского человека там, или армянина, кого не хотят. То есть, получается, будет больше представлено население Абхазии, различных слоев, чем вот при нынешней системе. Я участвовал, кстати, вот, мы с Баталом Ивановичем, кстати, беседовали, да, перед моим, я с ним даже как-то советовался, участвовал в выборах депутатских, вот, получил, значит, меньше всех голосов, потому что мои программы никого не интересовали. Вот. Но тем не менее, я немножко кухню этого знаю, и, в принципе, знаю и плюсы, и минусы. Поэтому мне кажется, что ныне можно рассмотреть вопрос, изучать вопрос принятия смешанной системы. Это первое. Второе, значит, я считаю, что здесь у меня тоже, я уверен, что будет возражение у вас, что мне кажется, что мы подошли к необходимости создания двухпалатного парламента. То есть Нижняя палата и Верхняя палата. Ну, вот да, Сенат, Нижняя палата избиралась бы по общим признакам, как сейчас, а Сенат по другим признакам. Я не знаю, какие, сейчас можно об этом рассуждать, но около 11 человек Сенат, скажем, и где-то 29-31 человек в парламенте, скажем, в Нижней палате. Необходимость Сената. Необходимость, мне кажется, что это будет все-таки дополнительный контроль. У нас проблема же вот с этими, да, что как сказать, иногда не совсем вот, довольный народ принимаемым решениями, скажем, да, или там, законопроектами, что здесь будет больше дополнительный контроль над принимаемыми решениями парламентом. То есть это были бы там люди, избираемые, скажем, либо по регионам, скажем, да, на общем собрании, каком-то региональном собрании, скажем, или местном собрании, которые бы Представители были бы интеллигенции вообще не попадают в парламент. опытные политики, бывшие политики, бывшие, значит, депутаты парламента, скажем, интеллигенция, ну, уже с возрастом, да, с опытом. Мне кажется, мы пришли к тому, чтобы рассмотреть вопрос о двухпалатном парламенте. Батал Иванович, как вы ко всему этому относитесь? Вот то, что услышали Слушайте, сейчас. Ирина Шодовна, вы все время так организовали здесь в данный момент. Нет, слушайте, что я не становлюсь знаю, таким, как-то я должна как вам организовать. сказать, таким, ну, раздражителем, который, как говорится, вроде бы со стороны получается столько такие харизмы, здравые, хорошие во столько предложения. харизмы, А я здесь харизма, она такой склонна, дьявол, харизма. который пытается как бы разрушить что-то хорошее. Не, наоборот, интересно, вот обкатываем. Я это вообще, нужно, не нужно. я еще раз говорю, Да. я, ну, слава богу, мы не первый день знаем, чтобы обид не было. У меня свои, так сказать, определенные, так сказать, никто не слова и обижается, так но далее. вас много Но здесь мы харизмы. обсуждаем, обид никаких не должно быть. Я иногда применяю, как бы, некоторые, ну, скажем, более ярко, чтобы выразить свое мнение, некоторые моменты, пусть никого это не обижает. Я против всяких интересно, сенатов да, и прочих да. дел. Объясняю почему. Давайте. Слушайте, мы очень маленькая страна. Первое. Второе. Мы небольшой народ, который на сегодняшний день на территории Абхазии составляет 60%.
Но так как количество нашего населения не очень большое, он всегда находится на балансе. У всех народов, проживающих в Абхазии, это наши граждане, это наши русские, наши армяне, наши греки, ну и все остальные, это все наши. Они такие же, как мы. Но у каждого из этих народов есть своя родина, страна, в которой, как говорится, они все-таки строят свои государства и так далее. То есть за ними все время есть. Они такие же, как мы. Но никто не против того, чтобы мы, как маленькая нация, строили бы свое государство и пытались бы защититься от всего, что есть вокруг. И в то же время мы в сотрудничестве должны быть, скажем, в частности, я так считаю, с Россией, чтобы выжить вообще в этом обществе. Потому что абсолютно независимых государств нет. Поэтому мы должны, как говорится, держаться за Россию, но на почтительном расстоянии везде, выбирая как бы и так далее. Не потому, что кто-то нас не хочет или кто-то нет. Но мы должны понимать, что это очень большие, с большими возможностями. Мы можем случайно пропасть в этом мире. Поэтому мы должны сохранять. Почему мажоритарная система может сохранить нас? Во-первых, хочу сказать, что это... Вы против партийной, Конечно, пропорциональной? да. Вы против Значит, да. пропорциональной Объясняю тоже. почему. Мажоритарная система... Я не говорю, что это идеальное самое. Никто не знает, какая идеальная. И не пропорциональная, в мире сегодня очень много, в мире права, как бы многие осуждают, многие не принимают, даже в тех странах, где по 200 лет это существует. Мы должны понимать, что любые партии, которые создаются, почему у нас партии всегда, как вчера создалась, послезавтра умерла? Ну, нет у нас нормальных партий, как бы таковых. Слушайте, маленькое общество, но невозможно, чтобы было столько партий, как бы. Первое. Второе. За каждой партией всегда должны стоять финансовые ресурсы. И каждая партия всегда выполняет определенные задачи для тех, кто их финансирует. Понимаете? Они будут продвигать то, что хочет хозяин, который платит за это. Создание системы, введение пропорциональной системы, даже частичной, приведет к тому, что у нас сразу возникнут партии, которые будут финансироваться со стороны. Я говорю о своих опасениях. Это мое личное. Не, но Кто-то сейчас любой нет такой может сказать, как возможности. говорится, мне, что ты прав, не прав. Полная возможность. Вот. А сейчас нет такой Ну, возможности. дайте я договорю. Конечно. Какой, потом вы сами увидите. Значит, когда Ну, вы еще создаете партию, когда вы создаете какую-то определенную партию, если есть серьезный инвестор, одно дело инвестор заинтересованный в каком-то бизнесмене там, и так далее, это одно дело. А когда за этим стоят очень серьезные силы, с серьезными финансовыми ресурсами, они будут продвигать интересы, как говорится, очень своих, как говорится, я извиняюсь, представителей. И у нас может возникнуть такие партии, которые в итоге будут очень мощные. На сегодняшний день мы убрали барьер. Вам это известно вообще, что у нас было в законе, что партии не имеют права выдвигать своих кандидатов по мажоритарной не более 1/3. Почему это было? Никто не задается вопросом. Чтобы партии не захватили весь парламент, и чтобы не получилось так, что частные, просто индивидуальные не могут попасть. Вот за этого было. Когда увидели, что партии как бы не попадают, убрали даже этот барьер. Сегодня, если эта партия уважаемая, хорошая, она может везде, во всех округах в мажоритарной системе выдвигать своих людей. Я правильно? Да, именно так. Может, пожалуйста, если такие партии. Но мы все-таки, мажоритарная система вообще считается самой идеальной в мире. Другой вопрос, что ее содержать тяжело в больших странах. Это тяжело обсуждать. У нас сегодня есть возможность. У нас кто голосует? Села там и так далее. Они голосуют как конкретного человека, который знает. Да, он может быть не силен, скажем, в экономике. Он может быть не какой-то юрист там профессиональный, весь такой мудрый. Но они знают этого человека. Он какую-то грань какую-то, которая будет касаться его государства там, и так далее, переходить не будет. Потому что он конкретный человек. А когда вы создаете партии, там тоже, конечно, будут конкретные лица, но у них будут другие задачи. Потому что эти партии кто-то будет обслуживать, кто-то финансировать. Почему у нас партии не остались? Потому что они пропали. Так вот, я считаю, что я так считаю, я могу ошибаться. Исходя из того опыта, который у меня есть, я 12 лет был председателем ЦК и увидел, кто голосует
национальный состав и так далее, я считаю, что для нас, чтобы сохранить нашу идентичность, национальность и иметь национальное абхазское государство, считаю, что мажоритарная система, да, там есть много недостатков, там и так далее, и так далее. Но при всем при этом мы сохраняем свою идентичность. С минусами, со Поняли всеми, вашу с теми и так позицию, далее. поняли. Мы можем залезть в такую воду с вот этими пропорциональными системами. Мы оттуда не выйдем. Смешанные. Да. Даже при смешанной системе. Это будет первый шаг. Первый шаг. А когда мы сделаем смешанную, потом через некоторое время там же в парламенте Но де-факто- возникнут вопросы о создании вообще пропорциональных. Я в этом не удивляюсь. Мы уже сегодня знаем, что у нас есть население определенное, которое, как бы, извините меня, а в частности это молодежь, которая совершенно незаметно для них продвигает интересы не нашей, как бы, внутренней абхазской кухни, а совершенно другие глобальные. Мы не можем от всего мира сбежать. Нас могут затянуть в глобальные игры, которые ведут крупные страны, и нас разорвут на части внутри. И мы придем к большим нехорошим результатам. На этом этапе, как говорится, мы четко должны определиться, куда идем, с кем идем, для сохранения своего народа и двигаться очень осторожно, не спеша. Много вещей было сделано еще в 90-е годы, в начале, если вы помните. В 95-м году, как бы, ну просто извините, я так с одного в другой пример перехожу, было принято в 95-м году после войны, когда у людей ничего не было, было принято о том, что граждане Абхазии не имеют права продавать жилье иностранцам. Вы себе просто представьте, что не было бы этого закона. И я хотел бы на кого-то посмотреть, кому принадлежало бы жилье здесь уже давно. А что, уже не принадлежит, что ли? Вы меня не слушаете Батал или не слушаете? Иванович. Я еще раз говорю. Вокруг По что нашему- происходит, послушайте меня, посмотрите. по нашему Да. законодательству, Да. слава Богу, которое было принято тогда, это защитный механизм. Это да, который, но как говорится, обходят до же сих пор- этот закон. Поэтому, когда мы что-то принимаем, мы 200 раз должны обдумать. Крупные Это да. страны, они могут позволить себе все, что угодно. Жилье покупать Это мы через понимаем, но, к схему. сожалению, в удивляюсь Великом... вообще, Вот, насколько дальновидное решение я, было можно принято. выскажусь, я мало говорю. Вот я абсолютно разделяю ваши риски. Вот вы меня убедили, аргументировали по поводу роли политических партий. Я, кстати, я поддерживала бы, наверное, смешанную систему. Но с другой стороны, роль политических партий. Риск есть во всем. не только- Да, Никто ну не мешает. посмотрите, насколько, Дорогая, что решают, какие у нас Никто не сегодня мешает политическим партиям выдвигать своих людей. Я уверен, если бы политические партии сегодня заслуживали бы того, чтобы быть представлены в парламенте, по большей части, так и было бы. Сегодня они имеют то место, которое они заслужили, вот в моем понимании. Теперь, что касается пропорциональной системы, я категорически тоже против. Что касается смешанной, я изначально был за, если честно. Да, ну, с Баталом Ивановичем много раз мы на эту тему разговаривали. И, честно говоря, мое мнение исходит в этом плане от него. Да, иногда мы сходимся, в общем. Да, хотел бы сказать, что дело в том, что смешанная система, вы представьте себе, как это будет выглядеть. Вот парламент, который наполовину состоит из партий, так? То есть вы поймите, что есть уже половина, это которые всегда будут за то, чтобы перейти на пропорциональную систему. Потому что это партии, им же это логично же, что они захотят в целом, да, захватить, скажем так, весь парламент. То есть половина депутатов, она изначально уже настроена на то, чтобы перейти к пропорциональной системе. Долго сможет удерживаться парламент от перехода к пропорциональной? Я не думаю. Поэтому я в итоге являюсь сторонником сегодняшней системы мажоритарной. При этом, опять же, цензы необходимо Все равно вводить. вопросы качества парламента остаются. Да, конечно. Простите, Даже при этой пожалуйста, системе. что подразумевается под понятием качества? Давайте скажем, у нас не палата лордов, у нас народное собрание. Понимаете, народное собрание, куда избирают люди, обычных людей. В парламенте у нас Батал Иванович, обсуждалось... сегодня ни одного как представителя решение таких абхазской интеллигенции нет в вопросов? парламенте. Зато есть люди, у которых очень процветает бизнес. Да. 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 А другие люди, Да. наши ученые, интеллектуалы и так далее, как они будут попадать в парламент? Через какую систему? Никак. Послушайте, кто избирает депутатов?
Ну, кто избирает? У меня вопрос, кто? Да, Ну, вы же у нас знаете, по все каким хорошо, как критериям. мы хорошо Ирина Шатовна, голосуем. что Значит, мешает наш народ сегодня- так хочет. Что мешает сегодня какой-либо конкретной партии, да, поддержать Простите, и у нас поддержать нет- представителей у нас нет интеллигенции на партии, местах? У нас их нет, партий нет. Если вы возьмете любую партию и посчитаете, сколько у них членов в этой партии, вы посмотрите документы там в Минюсте, проверите и так далее, мало кто из организаций сегодня соответствует. А вообще зачем понятию. тогда вы почему предлагаете нет? Потому что перейти они к стали пропорциональной? маргиналами из-за того, что нет импульса для развития их. Нет, мы можем их не хотеть, Что, ради вы хотите Бога. искусственно их создать? Да. Можем не хотеть, вы Нет, пардон. понимаете? Мы Они можем должны не хотеть. естественно создаться. Тогда давайте А скажем, вы что, почему мы хотите говорим, что у нас искусственно есть создать? партия, они нам вообще, закон о политической партии вообще для чего нужен? Давайте мы Слушайте его сюда. тоже. Если хотите, создавайте партию. Ну я ничего не хочу создавать, но есть люди, которые придерживаются этого мнения. Так ради бога, Ну, еще да, вот мешает. зачем смеяться, потому что отношение к партиям различные. И, кстати говоря, вы не думаете, что я, если не юрист, упала с хурмы? Абсолютно нет. Я вам говорю, что я прекрасно знаю ученых, я вам говорю, Да. Острогорский, например, выдающийся абсолютно геополитик, который очень много писал о партиях. Да. И он говорил о том, что вообще может быть и хорошо, чтобы не было партии. Может быть хорошо, вот перед выборами люди как-то в движении какое-то сплотились и так далее, чтобы не было раскола и прочее. Но он это говорил в 19 веке, мы живем в 21 веке. И? Да, поэтому я, например, не знаю, что лучше. Но, с другой стороны, это ненормально, когда голосуют человека, который им, там, я не знаю, сантехнику поправил, там, водопровод провел, Чаще там, и так так и далее, и есть. нормальные люди в парламент не попадают. Как То есть это? у нас А плохой что народ делать? получается? Причем плохой? Ну, подождите, это вы, не дело не люди плохое. голосуют Да. за того, Ну как люди голосуют, мы знаем, что они за программу голосуют. За Компартия какую была, программу? как Вы же было. понимаете, Мы о там чем не- говорим. Они не были, голосуют, да, они не нет. голосуют за программу. Подождите, они голосуют в соответствии с той ситуацией, в которую они попадают. Мы И не можем- надо, как говорится, людей ругать. Нам, может быть, не Слушайте, нравится. я их не ругаю, но как мы Как вы не голосуем, ругаете? мы Вы знаем. только что Как говорили, мы что они голосуем, голосуют мы за же программу. знаем. Это ваше мнение. Ну, Баталов, там свое Вот мне мнение, интересно, у каждого так, свое. очень, Сейчас, ну, красноречиво защищали эту систему мажоритарную. Да? Я не говорю, что я прямо за вот прямо какую-то систему. Да? Может, нужно то, что оставить, то, что есть. Я не знаю. Но тем не менее, мы тоже думаем над этим. да, мы это Думаем, рассуждаем. Я да. участвовал в выборах. Да? У меня первый вопрос был: у тебя есть деньги на эту выбор? Я сказал, что ну, что-то есть, какие-то там копейки, все такое. Ну, естественно, получил результат соответствующий. Первое. Второе. Нормально, что такой человек, как Сократ Рачев Дзиндиоли, не прошел в парламент? Не прошел он по этим выборам. Сергей Шамба не прошел. Это нормально, скажите, в такой стране? Вот я скажу сейчас, доскажу. Подождите, я тоже не прошел в 2002. Ну и Хорошо. что? Нет, ну ничего хорошего, честно говоря. Второе, значит, люди вот выбирают, что делать. я когда встречался с избирателями, да, Сухумский район, вы, кстати, посоветовали мне Сухумский район, это огромный совершенно, самый большой, вот я там посетил многие районы, ну, я видел в их глазах, честно говоря, кроме какой-то группы, в основном, что ты нам дашь. То есть людей интересует асфальт, канализация, вода, электричество, Детские и, площадки. в общем-то, все. Да? А программы их развития страны, их не очень-то То интересуют. есть, А партии можно- будут именно программы. А да, можно, Ирина Программы, Шатовна, я партия могу это ответить? программа. Люди будут от А партии зачем? программы. А можно я вам не будет, скажу я не другой знаю. пример? Я избирался в 2017 году. Значит, я вам хочу сказать, что в этой избирательной кампании я очень благодарен тем людям, которые меня избирали. Это я сам деревенский человек, как бы села, значит, в которых я избирался. Значит, я вам хочу сказать, что ни одного рубля эти люди не то что попросили, ни в одном селе. Я вам называю самое маленькое село Лашкенда, Щаху? Гвада, Чгярда, Это в Путо, каком Лабра. году было? Ни один в Раньше. 17 году Сейчас так- мне даже не задали вопрос: Батал, сделай, пожалуйста, нам дорогу, сделай водопровод, Вы пользуетесь сделай авторитетом, крышу. поэтому Ни вам не одно пришлось слово мне покупать. эти Ну, люди кто не не сказали, пользуется, те чтобы покупают вы знали. голоса. Послушайте сюда. Да. Я не считаю, что избиратели моего округа самые лучшие в Абхазии. Они такие же, как все остальные. Послушайте, у меня тогда вопрос. Если ты не имеешь авторитета, тебя люди не уважают и не знают, тогда они тебя начинают спрашивать: слушай, а что ты сделаешь? А если они, это абхазы как бы, если они тебя уважают, ценят,
они тебе отдадут свой голос. Ну ты сделай так, чтобы это было. А если к ним приходит какой-то левый клиент, которого они, я извиняюсь, не знают, они у него и спрашивают, что ты умеешь делать и так далее. Конечно, деньги определенные, абсолютно с мы вами же не согласен, говорим о левых играют клиентах, мы роль. говорим о Я нормальных даже абхазах. могу вам сказать, я позвонил во время выборов к своему родственнику и спросил, вот в прошлый раз, значит, спросил у него, послушай, говорю, вот там баллотируется, будет человек, вот он очень хороший и так далее. Он мне сказал, он говорит, слушай, извини, говорит, вот один кандидат, он назвал конкретного кандидата, нам принес, говорит, СИП, вот то, что вы говорите, ну, чтобы электричество провести, положил, говорит, нам, говорит, и вот наш поселок, говорит, где этот СИП будет, говорит, мы все будем голосовать за него. Так это говорит о том, что государство не устроено. СИП не депутат должен прокладывать, я извиняюсь, как бы, а государство. Но если это И не поэтому попробуйте вот это- эта неустроенность приводит к этому. Но мы должны преодолеть это. Ну, я не понимаю, почему люди думают, что теперь партии не будут заниматься этим делом. Конечно, вопрос Конечно. по избирателю, да, это все-таки другая. Конечно. Статья. Как раз таки за партиями будут стоять серьезные деньги. Мы хорошо Вот знаем. там с СИПами как Да, раз. конкретно там не только СИП будет, а еще другие дела. Ну простите Вы меня, против партии, да? то я не против партии. Я вам хочу сказать, что я против того, что в Народная этих речь. партиях будут сидеть, кто будет финансировать обязательно, эти это правда, партии, не обязательно. они и будут им заказывать музыку. Завтра они ему заказывают. Просто так деньги ни за что не платятся. Деньги платят для того, чтобы был результат. Вы можете посмотреть небольшие страны, по сравнению с ними мы вообще мелочь. Молдавию там и так далее. Там есть олигархи, которые просто содержат эти партии, и половина депутатов парламента принадлежит этому олигарху. Батал Иванович, и без пропорциональной системы... В мажоритарной это системы, сложно сделать. Без пропорциональной тоже у нас много чего покупается. А вы Слушайте, помните, в начале Слушайте, 2000-х какая была финансируется незаконно. Да, сильная роль финансируется, у согласен. партии Амсахара, Скрыто, да. Айтайра Историю. в начале 2000-х? Это же были сожалению, к сильные сожалению. партии. Были сильные партии же в начале 2000-х. Амсахара, Айтайра, чуть позже Дина Абхазия. И были от них депутаты. И что плохого же в этом? А кто сказал нет? Вы слушай? скажете, что это опасно. Да вы не поняли, что я сказал. Я не сказал, Попали я же. наоборот же говорю, пусть партии конкурируют в этой системе, которая сейчас есть, кто против. Не будет нормально. Никто же не убрал. А вы хотите создать искусственно. Я ничего не создаю, но я понимаю, Вы сами что говорите, что без партии нет. импульса И в то же не время будет. предлагаете Вы пропорциональность. Не, мы можем даже Мы отказаться настаиваем. вообще от партии. Давайте откажемся. Да не Вообще надо давайте. отказываться. Ну, да откажемся, Слушайте, а кто что? мешает партиям сегодня выдвинуть в парламент людей? Кто? В любом случае, в нашей стране сегодня общество Это другой порядок, разделено потому- практически на две партии, плюс, скажем, вот, то есть оппозиция, неважно, как это называется. Есть организации, они не по партии, общественная организация, тогда оппозиция, скажем, одна партия. Власть, провластные, это вторая партия. Есть, наверное, небольшая прослойка нейтральных людей, это третья, как бы вот, может быть, я не знаю, эта прослойка много не решает, но такие люди тоже есть. Де-факто мы имеем эти партии, де-факто, а мы имеем. Пусть тогда имеем. выдвигается, кто против. Слушайте, Да, я вот, да, нет, вот вы говорите но- о партиях. Вот я для себя не вижу возможности баллотироваться от партии. Вот не хочу. Да. И что я должен быть лишен этой возможности? Не, ну сказали Я же же вам смешанная говорю, я система. считаю, Кто что мешает смешанная партиям это выдвигать? первый Но шаг считай, что пропорциональной. питомцы, которые вас выдвинули на безальтернативное Да, голосование, это партия. поставили, это ваша партия. И вы не как? будете делать то, что будет противоречить интересам вашего электората. Да. То же самое, наверное, я тоже делала бы, если бы вот так меня взяли бы безальтернативно, провели бы в парламент, Слушайте, проголосовали. Я слушайте, отвечаю за Жители свои Пицунды действия. это совершенно разные люди. Да. Нет, я И понимаю, но- они, может быть, там, во всем не сошлись, но мне так Я повезло, не против, спасибо что им, они что за во мне вас сошлись, во проголосовали. всем остальном не сходятся. Питомцы Кого из них я замечательные должен люди, слушать но по разным вы вопросам? от них зависите, Я- как их конечно, депутат. Зависите конечно. от них. Каждый зависит. Но, Вы не Ирина свободный Шотовна, абсолютно человек, чтобы вы Ирина знали. Шотовна, да. Ну, упаси Я Боже, не чтобы был вообще свободен, свободен. я не свободен от электората. какой группы избирателей. Есть одна группа избирателей, есть другая Конечно, группа избирателей. так не бывает Как одного. это я могу быть не свободен и от тех, и от тех? Так не бывает. Поэтому я, знаете, я всех слушаю, но никого не слушаюсь. Поэтому здесь я так не вижу эту ситуацию. Есть другое Ладно, мнение не по поводу будем, мы далеко уйдем. пропорциональной Сейчас системы. Мы послушаться. можем Нет, тоже два хорошо. слова своих ставить, Дауд, да? пожалуйста, вот. Да, на самом деле со многим можно согласиться, но мы рассматривали вариант, именно остановились на пропорциональной системе. Объясню почему.
Абсолютно согласен с тем, что на сегодняшний день роль партии практически она находится на очень низовом уровне. Практически они открыто не участвуют в такой политической, за исключением там, нескольких партий, которые мы знаем. И то они формально, если так говорить, партиями называются, а по сути, в принципе, партийным строительством не занимаются, никаких программ не представляют. На наш взгляд, это не говорит о том, что прямо завтра нужно перейти на эту систему. Речь идет о том, что, по крайней мере, какой-то переходный период обозначить, при котором попробовать, во всяком случае, задействовать партии в строительстве государства. И когда партия будет конкретно понимать, что она может попасть в парламент со своей программой, с какой-то определенной деятельностью, конечно же, у них внутри партии начнет создаваться определенная конкуренция. То есть конкуренция для того, чтобы, во-первых, по программам, во-вторых, по членам партии, которых будут знать, куда могут попасть известные личности в Абхазии и так далее. То есть возникает определенный конкурентный фон. Вот. В результате этого, получается, создаются выборы, на которых выиграет партия, которая получила наибольшее количество, пропорционально количеству людей. То есть там есть своя система, вы знаете, система расчетов, в каком районе сколько голосов должна получить та или иная партия, чтобы она попала в парламент и получила парламентское либо большинство, либо меньшинство. То есть, что касается иностранного финансирования, абсолютно согласен с вами, Батал Иванович, нужно законодательно запретить любое. Я понимаю, что на этом этапе сложно, понятно, но к этому можно стремиться. В конце концов, есть формы, когда это и сегодня запрещено. Усилить контроль во всяком случае. Но если мы совсем так ничего не будем говорить, у нас ничего не получится. Что касается, есть такая форма государственного финансирования тех партий, которые попадают в парламент. Но если мы будем говорить откровенно, больше 2 партий, на мой взгляд, в парламент попасть и не смогут. То есть тут вопрос дискуссии, можно говорить так, можно говорить по-другому, но все же мне кажется, что и те же мажоритарии, когда будут партийные списки, там тоже конкуренция возникнет, и по мажоритарным, по одномандатным округам будут идти уже люди, которые более... Когда не было конкуренции? А? Всегда есть конкуренция. Нет, сейчас конкуренция между мажоритариями, а там, извините, у вас республиканский список, в котором первые 3 человека могут быть такие личности, которые эту партию потянут. И мажоритарий будет стремиться тоже под этот уровень Как раз идти. подтверждаете. Под этот уровень Что вот идти. эти 3, которые потянут, их потом не будет, а там будут совсем другие. Нет, в списке-то все Так, будут. закон. В списке-то все Паровоз будут. Хорошо, Нет, хорошо. понятно, что все имеет. Уверен. Батал Иванович, это надо поднимать качество. А зачем на мой искусственно взгляд. создать? Это Кто не мешает? искусственно. Нет. Все Сейчас искусственно. можно партия- Стимул должен быть. Партийное строительство, она предполагает наличие партийных представителей в парламенте, прежде всего. В конце концов, они могут быть, большинство может вообще участвовать в президентских выборах, президент может представлять партийное большинство. Это же нормальная форма тоже. Это же люди выбирают в конце концов. Кто против? Нет, но можно я немножко подытожу вот то, что мы сейчас вот говорили? Я хочу, чтобы меня тоже поняли правильно, потому что есть достаточно много вопросов, по которым мы в поисках находимся. Я понимаю, сейчас же никто не навязывает и так далее. Вот что касается политических партий тоже. Я, например, много над этим думала. Но вот давайте возьмем. С одной стороны, мы говорим, что модель политической системы, которую мы выстраиваем, неважно сейчас то, что Батал Иванович, комиссия предложила, президент предложил, это самое, Общественная палата предлагает, Вячеслав Андреевич уже предложил и так далее. И неважно, в любом случае, эта модель, она же не абхазская. Понятно, что она общепринятая, там со всякими деталями, нюансами там, и так далее. Есть американская, есть европейская и так далее. Мы оттуда берем. Эту модель мы хотим взять и создать, выстроить новую политическую систему. Раз. Но в этой системе политической, во всех странах партии, партийные системы играют колоссальную роль. А мы этого, говорим, не хотим. Хорошо, не хотим. А Что что значит мы взамен? не хотим? Не-не-не, Или что? подождите, Почему стоп. вы неправильно- Нет, вы неправильно не-не-не, говорите? Не-не, я скажу. Вы поточнее, Нет, вы я просто в каком так огульно смысле? не говорите. Партийная система, она может сложиться, когда это Когда это что? поддерживается избирательной системой. Если избирательная система будет оставаться мажоритарной, не будет никогда в Абхазии, ну, мы можем не хотеть развитой партийной системы. Мы же еще, следующий вопрос, все время говорим, где у нас молодые кадры политиков?
Слушайте, самая главная функция Социальный партии лифт. нормальных – это Социальный лифт. рекруитерская. Там воспитываются молодые партийные кадры, грамотные, а не то, что с улицы к нам приходят и в парламенте, и везде, и всюду люди. Абсолютно верно. Поэтому это ведь тоже, то есть сказать сразу плохо или хорошо, Как все вы сложно. считаете, английская система одна из самых старых же, Но правильно? видите, они... Я вас спрашиваю. Да-да-да. Но одна, Да? видите, насколько она отличается от нас. У них свой менталитет, а вы тогда предложите то, Подождите, что подождите. соответствует А какая нашему английская менталитету. система, вы знаете? Да? Какая? Ну какая? Какая, скажите? Мажоритарная. Нет, ну у них и нет такой. Я хочу сказать, не надо. Вы не думайте, что Послушайте, меня что? заткнули. Правильно, и вам Зато то у же них самое и говорю. конституции Другой такой нет, вопрос, как что- мы обсуждаем. Послушайте, там Англия. баллотируют, А что скажем, говорим? конкретно Вячеслав Андреевич Черекбе, как, скажем, представитель интеллигенции и так далее, и какая-то партия выдвигает своего. Вы говорите о том, что, пожалуйста, там также может избираться и представитель партии, и просто частное лицо. Да. Какие проблемы? Но если были бы профессиональные партии, наверное, это было бы неплохо. Профессиональные партии подразумевают профессиональное финансирование, извиняюсь. У нас ну что нет теперь таких делать? возможностей. деньги, да, решают? Все вот деньги. Всё надо. решают. Мы Как знаем, создадите мы партию знаем. без Все ресурсов? решают деньги, да? Не все, как раз таки. Есть идеология, есть программа. Так кто Там против? деньги не нужны. Кто Вы против? понимаете, вот в сегодняшней ситуации, Кто против? вот они станут профессиональными, если они будут расти, если Конечно. они Так, а будут как им заниматься расти? своим ростом. Никто Вы не хочет- предлагаете просто наделить их не готовых Искусственно вот, создать. правом. Я предлагаю наделить их не готовых, это вообще смешно. да вообще. Ну, а нас мы- так давайте, а парламент- когда будут с а улицы парламент наш приходить и тоже бить не стекла готов, чтобы в его наделить административном такими комплексе полномочиями. президента. Выбрал народ. Люди, которые никакой Выбрал, он как ответственности выбрал? не Выбрал несут. народ, Партия есть должна нести конституция, ответственность. все, что... Нет, слушайте, знаем, как выбирали. ну, кого как выбирали, я не знаю. Ну, это По-разному бывает. знаете, Прекрасно знаете, как выбирают. Послушайте, у меня к вам один вопрос, простите меня. Один конгрессмен какой-то стране Да, крупной. что вы нам Подождите, апеллируете? вы очень это интересные люди. интересно Вы слушать. хотите приводить пример этих стран, вот партии то все, а как этот механизм работает, вы не хотите говорить. Ну, вы нам скажите, Так каким не- образом, Ирина Алексеевна, так не каким делается. образом воспитывается политическая элита в Англии, тогда, если вы историю Англии знаете хорошо. Как же? Как же у них так получается, что они на традициях давнишних вот, и преемственности, и все у них есть. И королева, и король, у них все есть. И что, у нас такая система? Послушайте сюда, у нас капитализм как таковой в Абхазии у нас пока даже ничего не сформировалось. У них это уже несколько веков. И я вам хочу сказать, что там нету простых людей, которых избрали крестьяне просто так, как говорится, и он стал депутатом. Там за каждым из них миллионы стоят, слушайте, финансовые ресурсы. Они все богатейшие люди. Вы посмотрите, когда в президенты что, они идут, у них работают против миллиард своей долларов страны? собирается для того, чтобы он Хорошо, прошел. они работают против своей страны? Да ничего подобного. Они работают ради того, чтобы тех, кто их представляет, им было хорошо. Вот и все. Ну, это очень упрощенный взгляд. Да что вы Хорошо, говорите, всё, упрощенно? Ничего не давайте. упрощенный. Нет, в любом Поднимите, случае, это очень хорошая посмотрите. затравка, очень Что, интересно. давайте историю да. посмотрим, давайте. Кого представляют, Я как не знаю говорится, уже, все сколько эти. времени мы сидим. Вы хотите сказать, как говорится, даже есть история, когда говорят, что того или иного назначают, кто за ним стоит. Ну, есть темы ЦРУ, для следующего эфира. Да, давайте мы будем закругляться. Я хотела еще несколько вопросов, но не буду эти вопросы Есть задавать, абхазская потому действительность, с что... которой мы Да. должны считаться, есть действительность абхазская вокруг Абхазии, что есть, и что полезно для нашего народа, для нашего населения. И мы не должны влезать туда, куда нам не надо, и то, что мы не можем. У нас есть так, мы такие, Мы создали государство. мы маленькие, да, мы создаем государство, мы маленькое, создаем государство. с маленькой историей. У нас историки написали, что у нас государство 2500 лет, но культура построения государства, насколько я вижу, как говорится, начинается недавно. Спасибо. Все, я буду закругляться, я завершу. Я понимаю, что было немножко сложно, но я думаю, что это была очень хорошая затравка для того, чтобы вообще обсуждение конституционной реформы, чтобы мы и дальше тоже вот продолжили. Да, мы говорили очень эмоционально, но тем не менее, я считаю, что каждый из нас говорил то, что он сейчас думает и чувствует. И для меня это очень важно. И мы, конечно, переживаем за что. Для нас очень важно, почему переработать Конституцию, реформировать ее по-настоящему, произвести там очень важные внутри радикальные, чуть ли кардинальные изменения и так далее, для того, чтобы предотвратить прежде
всего политические кризисы, которые мы периодически переживаем. Это была Аргама. Встретимся в следующем выпуске в ближайшее время. Спасибо.